будем разговаривать, а когда Василий скажет, что все, тогда мы перейдем именно к беседе уже. А сейчас просто вы предварите. У меня что-то не пошла трансляция, скажу вам так. Написано, трансляція приостановлена. О, майже запускається. Да, вот, трансляция пошла. Так, пішов запуск, зараз подивимось. Давайте привітаємося з нашими глядачами, хто дивиться на каналі Анатолія Сайгон. Добрий вечір вам. Добрий вечір всім. Так само вітаю. Канал Анатолій Сайгон. Сьогодні у нас четвер, подорожжя, чергове подорожжя білорусько-українське. І вітаю наших гостей. Сьогодні Олександр Безпалий. Вітаю. Вітаю вас, друзі. Віталій Інтервата, Василь Інтервата. Вітаю, шановне панство. І Тонбері, Серій Кот, Білорусь. І наша Україна, Русь, так само Василь. Вітаю. Ну і сьогодні чергові. Я хочу одразу слово передати Олександру Безпалову. Почекайте, Анатолій, давайте ми ще привітаємося, які міста нас дивляться. Ще хочете чи подивитися, чи є? На каналі Інтервата зараз йде заставочка, тому буквально декілька хвилин просто організаційних. Хто дивиться чат, Анатолій, ваш? Хтось дивиться? Я зараз, секундочку, ще тільки попитаюся зайти сюди, щоб подивитися, чи мій чат дивляться. Да, народ начал собираться, я смотрю. У меня сейчас 7 человек пока смотрю. В чате 2 человека пишут. Андрей Кириллов и Гарфилд. Не йде картинка, не? Так, ну все, вроді пішла трансляція. Я дивлюся, вже люди є. Біла церква вітає. Друзі, на каналі Інтервата йде фільм оцей. Да, нарізка, да, знаменитих Так, фейків оцих, саме так. Так, у мене на каналі так само пряма трансляція. Вітає Біла церква. Анатолій, привіт. Вася Гільдеєв, дякую. Сьогодні він в мене якраз і за права модератора, дякую. Далі Алекс. Василь Сакач, привіт всім, живе Білорусь. Тетяна Сьогоднік, Мінськ. Рома Борщ, Анатолій, все отлично работає. Полина Прядко, Київ, вітаю шановних. Привіт, Анатолій, можна слово, Анатолій? Так, я просто вітаю. Всім доброго вечора. На каналі Інтервата починаємо пряму трансляцію з скайпу. Тільки що був ролик, нарізка самих видатних фейків, які зробила там російське телебачення за останні, там, не знаю, 5 років. Всіх приветствую. На сьогоднішній день у нас четверг, 20:00. Украинско-белорусские посиделки. Еще раз представлю, ребята уже на своих каналах представили. У нас сегодня несменная компания. Анатолий Сайгон, Брест, Беларусь. Серый Кот, Беларусь. Василь, наша Украина, Русь, Киев. Александр Беспалый, город Харьков. И Василь, меня зовут, Интервата. Меня, наверное, не слышно было. Василь, Інтервата, Київ. Друзі, сьогодні ми Так, не видно картинки. Зараз ми наведемо різкость потихеньку. Друзі, напишіть, чи є звук на каналі Інтервата. Настраюйтесь. Мене пишуть, все добре, поки все добре. Так, вже є. Друзі, ще раз, білорусько-українські посиденьки. Тема дуже актуальна. Підступність кремлівської пропаганди. Хто встиг подивитись, хто ні, тільки що був ролик, можливо, ми ще, якщо обладнання більш-менш витримає, всередині ми його запустимо. Тема як ніколи, що немає. Тому передаю, Олександр, ви як ініціатор цієї теми, будь ласка, дайте ваше бачення, що відбувалось в інформаційному просторі і чому так низько опускались в цих всіх фейках наші сусіди. Друзі, доброго вечора. Я вітаю всіх.
Я вам вдячний за те, що на останній нашій зустрічі от я дав таку тему, що так добре вона була сприйнята, і оці фейки, і оця брехня, і підступність. І вона, по-перше, це ж все ж перед виборами, по-перше, така актуальна штука. І це лайно з'явилося ще до 2014 року реально. Я хотів навіть зараз сказати не про фейки, ті, що йдуть з екрана телевізора, а я хотів би перейти на російську мову, тому що ці всі фейки, вони ж, звичайно, розповсюджуються російською мовою. И я хотел бы рассказать про... Это был всегдашний ГБшный прием. И вот эта гибня, которая была, она же, эта гибня кремлевская и залишилась. И мало того, что с телеэкранов шла вот эта пропагандонская, вот это вот нечистоты, так мало того, распространялись еще и слухи, которые распространялись от человека к человеку в виде слухов. Это всегдашняя вот эта ГБшный прием. У нас в Харькове, я, например, еду в транспорте, 14-й год, чуть заходит, так сказать, ну какая-то там две бабушки щось розповідають друг другу. И тут же готова идеологичная конструкция. Стравили два братских народа. Откуда это пошло? Обратите внимание, как подло построена фраза. То есть, что кто-то стравил. Ну, понятное дело, что американцы. Стравили два братских народа. Вот, так сказать, так это же до сих пор еще есть. Я слышал от ребенка, ну, так сказать, с которым дружил мой сын, у которого, это девочка, у которой папа работает до сих пор преподавателем в наших силовых структурах, она говорит следующее. Если украинцев пошлют убивать русских, вот как сделана фраза, как она, так сказать, нагло и подло и лживо построена, то надо прийти на границу, встать друг другу спинами и стрелять в тех, кто послал. Ну, так сказать, это самое. Я хотел бы еще сказать два слова. Какая главная цель вот этой вот пропаганды, вот этого лайна? Это прежде всего не сопротивляйтесь, не оказывайте сопротивления. Вот главная цель вот этих вбросов. По соцсетям распространялась такая баечка по вот этим вот говноодноклассникам, я прошу прощения за мой французский, значит, в виде рассказа, причем это шло с разными вариациями, но наиболее популярная была такая штука. Значит, ну это откуда-то там с Зауралья, значит, человек, ну якобы свидетель, это рассказывает, что вот у нас, так сказать, там село с разными национальностями, у нас есть один хохол, ну или там украинец, ну в зависимости по вариантам этой сказки. И вот, значит, он там выпил водки и посмотрел каким-то образом украинский телевизор и, значит, начал тут майданить. И он, значит, вышел на улицу и стал орать москалей на ножи. Ну, я зараз не коментую, як це підступно і гадко і підло це іде розповідь. И тогда мы все собрались. Значит, кто-то выломал доску от забора, там его, значит, хлопнули этой доской, набили ему морду. Он тут же осознал, так сказать, что вот это вот майданить на улицах
Урала как-то не очень хорошо, пошли купили водки, купили, он сало притащил, вместе все сели, покушали, и какой вывод? И с Украиной надо такое сделать. Надо государство Украина хлопнуть заборной доской по потылице. Это самая любимая мулька наших, так сказать, бабушкиных пропагандонов. Ребятки, это не ваше дело. Харьков не трогают и никогда не тронут. Харьков – русский город. Это не ваше дело. Донбасс захотел так жить, и пусть он живет. Не надо ничего делать. Зачем вы туда, зачем вам туда лезть? Надо оставаться на местах, никуда нет, Харьков русский город, его никто не тронет. Сейчас нас не трогают и никогда ничего не тронут. Еще такая подлость. Александр, да. Давайте по минуте еще. Я перепрошую. Да, каждый как на себе прочувствовал эти фейки. Василий, Вася, вам слово как украинцу, вот как вы относитесь к этой информационной пропаганде, и потом вам, белорусы, как вот вы тоже реагируете на подобное. А потом уже пойдем по конкретным случаям. Ребят, еще по регламенту. Пробуем сейчас работать... Василий, секундочку. Пробуем работать в режиме нашего сообщества. Во второй половине программы попробуем подключить вас в онлайн по WhatsApp или Viber, если кто будет желание. Телефончик будет дальше в чате. Да, Василий, прошу вас, Василий. Я вас не чую зовсім. Не чуєте? Очень тихо слышно. Говоріть. Колеги, я вас не чую зовсім. Дуже поганий звук був зовсім, коли пан Олександр розмовляв. А ми тебе слышим. Я тебе слышу. Толя, як ви чуєте їх добре? Да. Хлопці? Вас так само добре чуємо. Дуже погано. Вас так само. Анатолій, тоді вам слово. Зараз Василь налагодить зв'язок. Ну, що буде? Добренько, дякую. Я вас майже не чую. Я не знаю, з чим це пов'язано. Я зараз на телефон. Добренько. Ну, бачите, трошки якісь накладки такі. Нічого. Що сьогодні, я думаю, наладиться. Василия какие-то проблемы. Люди прогресивні, дітки наші вже повиростали, такі теж розбираються в тому, насчет того СМІ. І перше, що я не дивлюся телевізор, то саме головне, що нема чого там дивитися. Тому що наше, ще раз скажу, кілька разів сказав, наше білоруське телебачення має контенту скільки? Приблизно, може, 20%, так? Не більше. Кроме того, я бы сказал, что навіть меньше, чем 20. Навіть меньше. Да. Остатні 80%, навіть то все русские, російські СМІ. Як там можна що-небудь глядеть? Там Скабєєви, там Кисельов, там Шейніни, Соловйови. І то з самого ранку до самого... А як нема, то або стрілялки на НТВ, то мінти, то яка-нибудь хрень. Понимаете, туди заходити, це треба бути повністю безголовим яким-нибудь людини, тому що то невозможно все вислухати. Серіали про НКВД, які прославляють Сталіна. До цієї пори, сказав Олександр правильно, як тоє лайно можна тоє дивитися. Невозможно, тому я навіть не дивлюся, телевізор не включаю. Ніяк. В мене коли-неколи буває такий інтерес, я можу таку деяку науку включити, я вже казав навіть про науку, і там повно неправди. Я розбираюсь в науках і дивлюся, наприклад, та ж сама програма «Наука», навіть там брешуть, розумієте? Просто ошибки такі, помилки до такої степені великі, що ж, кається, закрив би того каналу. Так що, в мене йде кабельне телевидение, більше у нас немає, оператори не предоставляють для того, що ти хочеш альтернативне телебачення дивитися, наприклад, в Білорусі, вішай тарелку,
і дивися, що тобі нравиться. Да, Пожалуйста, там- ваших там каналів сателітів Есть повно. Белсат, если повесить. Да, тарелку. Білсат теж по тарілки можеш дивитися, наприклад. Все, що тобі цікаво, тому люди так і роблять. Воно не вельми дорого стоїть, якщо ви будете навіть переходити наприклад, так як у мене зала працює, і викинути чорту матері, а то саме то навіть в плюсах остається по грошах, розумієте? Насчет того, остальні людочки, та особливо бабки всякі, дивляться тої всі програми, і вони ватняє. І не тільки вони, і молоді. Навіть, якщо цікавий спосіб, скажу, в мене приїжджав одним колега такого часу, приїжджає і каже, от, бачите, в мене там в селі, кажу, інтернету немає, невозможно толком дивитися, коли-ніколи, тільки дивлюся через МТС. У нас навіть російський оператор зв'язку МТС, є Велком, всі знають в Білорусі, і робить, і МТС. Там еще один оператор. Есть еще Live, да. Это был раньше мало, Best, да, его продали Best. туркам, и теперь Так. вот его переименовали. І він каже, я от аж дивлюся, каже, взахльоп. А що ти, каже, дивишся? Телевізор, каже, аж до 2 часов ночі сижу, Кисельова дивлюсь. Ти, кажу, голову згубив. Ти що, криша в тебе їхала? Каже, а нема що дивитися, розумієте? Нема що. Я теж, каже, вже засумнівався, бо що там такого не говорить? Ну ти почав розбиратися, розумієте? Настільки люди зазомбіровані навіть тим. Я говорю, подивися в тое, тое, тое. Тож недовго включити мозк. Анатолий, давайте серому коту, как молодое поколение, серый кот, а вот как у вас гигиена это информационная, как молодежь, как бы это тоже все хавает, как говорится? Ну, молодежь телевизор, насколько я знаю, не смотрит. То есть, как бы такой тренд, что типа телевизор это удел там стариков, которым за 50, то есть это отстой, это говно. Ну, люди смотрят YouTube, они сидят в соцсетях, в Инстаграме, там, в Телеграме, в Фейсбуке, как минимум, там, да. Ну, у меня телевизора вообще нет. Я его продал, у меня висел экран, батька смотрел, потом, когда помер, ну, я не смотрю телевизор. Я просто продал его, и все, у меня нет телевизора. Я им не пользуюсь. У мене то є вісить телевізор, я його не дивлюся. Бо, пожалуйста, тут таке, що хочете знайти. Так що, то по людях. Коллеги, Но Беларусь в том стані не важно. Я сегодня днем как готовился к этой программе, да, и интересный тезис нашел, и я вам его озвучил. Сейчас вот еще нашим зрителям немножко тезисно скажу, что вот я вот прочитал, и вот интересное мнение, насколько это вот так оно и есть. Что вот мы привыкли к тому, что в России об Украине рассказывают всякие глупости. Но именно это делает на самом деле на руку, ну это играет на руку Киева. Киева спасло отсутствие в России качественной экспертизы по украинскому вопросу. То есть Москва была уверена, что соседняя страна посыпется, как карточный домик, и все правобережья примут триколоры. И юг, и восток пойдут защищать русский мир. Но Кремль как бы просчитался, и они недооценили волонтерское движение, добровольческие батальоны и русскоязычный украинский патриотизм. То есть они просчитались как проявление политической нации. И получилось так, что для Москвы стал неожиданностью весь тот низовой порыв, который охватил Украину. У кого там звонит телефончик? Это у меня, пардон, сейчас это Харбин, Китай как раз, я отвечу немножко, буквально на секунду. Анатолий, выключите микрофон свой, пожалуйста, микрофон выключите на скайпе. Так. Что получилось? Поставщиком информации, Анатолий, микрофон выключите еще раз. Стали Затулины, Жириновские, водители Житомира и так далее. Поэтому для Украины это все как бы сыграло в плюс. И здесь вот такая тезис. Когда Кремль говорит про Украину глупости, это не опасно. Опасно будет, если он научится быть адекватным. А потому, да здравствуют распятые снегири. Как вы с такой оценкой ситуации, что то, что они вот сейчас... Я понял, Александр. Василь, вы нас чуете? Говорить. Микрофон. Отключен микрофон у вас, Василий. Так. Василю, вас дуже добре чути. Дайте свою оцінку. Чудово. Мені дуже прикро, я тільки що вас почав добре чути, коли ви завершували текст. Але я приблизно здогадуюсь, про що мова йде. Звичайно, у них імперське бачення, і вони завжди думали, що вони будуть по всім фронтам тиснути, і, можливо, легкою ходою пройдуться по нас, і ми дійсно розвалимося як карточний будиночок. Я пам'ятаю, ви говорили, треба по-русски говорити, правильно?
Как вам удобно? Уже можно. Наши... Не, ну я уже немножко научился, потому что, извините, не, дело в том, что я знаю, что ребята с Казахстана смотрят, вот. Смотрят, и Ичкерия смотрит, да, и Ичкерия смотрит, и не только. Ребята, извините, я буду время от времени переключаться на русский, вот. Мне непривычно, но я буду. То есть они считали, что мы развалимся, только стоит одну карту вытащить, и все повалится. Но за это время у нас все-таки уже было сформировано гражданское общество. И оно не было видно вот так вот, чтобы можно было посмотреть и его увидеть, но в сердцах украинской молодежи, среднего разреза векового, и то же самое, вот я, так сказать, пенсия, такие люди все от мала до велика собрались. Это сначала были студенты, самая прогрессивная часть нашего общества на то время, вот потом, конечно, встали все стеной. Самые, насколько я знаю, старшие на Майдане даже были 74-75 лет. И депутат Верховного Совета первого созыва, к моему стыду я не помню его фамилии, но я вспомню, скажу, он из Житомирской области, он погиб на Майдане, ему было 73 года, этому человеку. И молодые люди, 18-летние ребята, которые погибли, то есть растяжка в возрасте была 18-73, это по погибших. А те, кто брали участие, это, скажем так, даже юноши были 16-летние, ну и за 70 плюс. То есть все поднялись, все, кто считал нужным быть там, они там были, кто сколько мог. Конечно, вот эту тяжесть вынесли в основном молодые люди, потому что они, это целыми сутками там надо было быть напролет. Очень холодно, сыро, зябко и страшно, я вам скажу. Это, ну, я не знаю, кто как. Если кто-то скажет, что мне не было страшно, то есть то я скажу, что не панический страх, но страшно было, потому что ты теряешь друзей, ты теряешь просто своих сограждан. Конечно, могут убить и тебя, но те люди, кто там были, я думаю, они все-таки, этот страх был такой подконтрольный. Потому что те люди, которые, когда говорят, что они ничего не боятся, я не знаю, наверное, таких людей, может быть, и нет. Василий, давайте больше в русло информационной безопасности. Ну, так вот это все, о чем я только что сказал, это то, что они не видели. Они этого не могли понять, потому что видно у них, на их просторах, их необъятной страны, этого нету. А это у нас было, и это нам дало тот посыл, те силы, вдохновение для многих. И вот они ошиблись, я считаю. Александр, подхвачивайте эстафету, пожалуйста. Я хочу сказати, Сірому Катушу все-таки треба дати слова. Так. Хотілося б почути про наші так само СМІ, тому що так я не почув, що сьогодні. Діма. Про наши СМИ. Ну, мы как бы уже говорили про наши СМИ, что наши СМИ никакое. Во-первых, оно транслирует российскую пропаганду, и, соответственно, если, вот как наша власть полагает, что они смогут отстоять независимость, например, от Путина, там, да, Лукашенко, если Путин начнет гнуть, то это будет большая проблема. То есть у нас, например, нет пока информационной защиты от России. То есть власть душит независимые СМИ, независимых блогеров, которые могли бы противостоять и что-то сделать. Они их не только не поддерживают, но и не дают спокойно просто развиваться, там, да, их душат всячески. И сами ничего не могут выпустить. То есть если, к примеру, вдруг Лукашенко там поссорится с Путиным, начнется какая-то война, то пойдут сразу фейки, как в 2014 году было в Украине, что там бульбофашисты всех мочат, там распинают снегирей, там казаков в трусиках повсюду вешают там и все такое. А что наши смогут предоставить? Выйдет там такой диктор в очках и начнет вот как в позднем Советском Союзе. Здравствуйте, дорогие товарищи. Сегодня мы покажем вам репортаж там с фронта о том, как наши дела развиваются, таким вот голосом, еще как в старых советских пропагандистских таких передачах. Таким подобранным голосом специально диктор начнет показывать. Там качество такое видео еще будет херовое такое. И как бы, ну, все будут смотреть, типа, вот что это такое. Это там 20-30 лет назад это уже как бы люди не верили в это, а сейчас это что? Естественно, что все эти Скобеевы, эти всякие Киселевы, они будут побеждать. У нас тут как бы проблема.
И у нас нет рынка рекламного, мощного такого, да, информационного какого-то, чтобы, например, специалисты в достаточном количестве находили себе работу, чтобы они там могли жить, существовать, как-то, да, развиваться. То есть, ну, такая сфера у нас очень узкая, ограниченная, поэтому у нас нет столько таких специалистов квалифицированных. То есть Кремль тратит миллиарды долларов на пропаганду. Миллиарды долларов на пропаганду. Они снимают там любые видео, какие угодно. Кроме того, что идет по телеку, в интернете то же самое, пропагандистские видео по поводу того, там, как хорошо было в Советском Союзе, там, какой молодец Сталин, и все такое, там, Путин, как он все поднял с колен, вот, это такое. А мы не можем ничего этому противопоставить. И это как бы проблема. Ну, как бы, про вот Белсат еще обязательно напомнит. Белсат не аккредитован. То есть есть канал такой, да, Белсат, независимый канал, который, к сожалению, даже не имеет аккредитации здесь. То есть их постоянно прессуют за это, задерживают журналистов, навешивают огромные штрафы. Их пытались обвинить, так сказать, в незаконном использовании товарного знака. Нашли какого-то предпринимателя, оказывается, есть в Беларуси, который занимается установкой спутниковых антенн. И его вот это предприятие называется Белсат. И они обвинили телеканал Белсат в краже товарного знака, так сказать, и им запретили использовать товарный знак Белсат. Поэтому вы можете видеть, часто на микрофонах у них заклеено скотчем надпись Белсат. Ну вот такое дело. Их там штрафуют, обыски устраивают, все такое. Ну, Радио Свобода тоже как бы получает свое. Еще раз скажи, наши государственные. Белта существует. Вот такие, например, как они вещают. Белта, да. Одно название расшифровывается. Белта — это белорусское телеграфное агентство. Это как бы уже в 21 веке смешно, когда СМИ называется телеграфное агентство. Они рассылают пароли по факсу. И, так сказать, там по 20 лет их не меняют, пароли к своему доступу. Да, и Золотовой проблема это же было насчет всего этого. Да, 2 секунды, скажи, как там с Золотовой. Золотовой сейчас суд идет по-прежнему, ей пытаются прокурор повесить там крупный штраф. То есть, ну, добиваются наказания огромного штрафа, 12 тысяч долларов. Кроме того, что она уже там покрыла приличную сумму ущерба. Наказать вот таким образом. Я написал в комментарии в Фейсбуке, что как бы все Белта, по-моему, не стоит столько. Со всеми, что они делают. Да, вот представляете, у нас... Притом дело шито белыми нитками. То есть Золотова, она не могла знать и контролировать сотрудников, что они делают. То есть как только она узнала, что у одного, возможно, да, сотрудника есть этот пароль, то она как бы сообщила, что это нежелательно было бы использовать. Ну то есть так вот. Они выходили в основном из дома. Опять-таки этот пароль, он вообще гулял среди журналистов уже много лет, и им мог пользоваться кто угодно. Как бы. Это такое дело. Белта, по-моему, сделала такой нехороший шаг вперед, потому что их заставили, говорят, что их заставили. То есть пришли люди определенные и сказали, что вы там должны, руководство Белта, вот тут есть такое дело, написать. Потому что телефоны редакторов прослушивали за месяц до начала дела Белта. Как бы, ну, такая информация проскакивает. Зачем тогда это все нужно? Потому что готовили. То есть надо, у нас как бы диктатор, он такой жестокий, там, но он пытается все натянуть на какое-то законное русло. То есть не так, что вот прийти и всех просто посадить и сказать, вот я захотел и посадил. Нет, у нас придумывают законно. Вот они там пароль использовали неправомерно, да. То есть они думали, как разделаться с Тутбаем. И придумали, вот есть возможность, кто-то использовал пароль, а давайте попробуем давить вот на это. Они пришли наверняка к руководителям Белта и сказали, вот такое дело, давайте подавайте заявление, и мы там что-то сделаем. Ну, сейчас вот не знаю, что будет. Как бы это дело, по сути, я бы сказал, провалилось. То есть это ущерб для государства, ну, такой их рейтинга, так сказать, в мире. Потому что, ну, это явное давление на свободу слова. Оказалось по ходу дела, что пароль там гулял и не контролировался, и что, в принципе, Марина Золотова не могла знать по поводу того, кто там что использовал. Как бы, ну, все шито белыми нитками, и власти как бы сдаваться тоже, получается, надо будет искать виновных, кто это все инициировал, это дело, кого-то наказать за это. Это Дима, плохо. Ты объясни, кто такая Марина Золотова? Марина Золотова — это главный редактор независимого портала Тутбай. В Беларуси достаточно популярный, один из самых популярных порталов. Он себя ассоциирует как независимый. Не оппозиция и не власть. То есть они просто вот независимые такие. Да. Ими руководит Юрий Зисер, а Золотова является главным редактором. Кстати, с Украины Львовянин Зисер. Ну, он давненько уже, по-моему, с полтора десятка лет уже там директором заведует, да?
Ну да, как появился Тутбай, наверное, он и заведует. Ну, у нас СМИ это отдельная тема белорусская, это горячая такая, на слуху всегда тема. Дальше сами наши СМИ, остальные телевидение. Сколько у нас каналов телевизионных, интересно? 15 или 16 вроде как и большинство, вот все государственные. То есть у нас пакет, базовый пакет, насколько я слышал, кабельного телевидения включает, кажется, 8 там, или 10 каналов. И большая часть, 6, по-моему, из них российские. Ну, то есть там РТР Беларусь, НТВ Беларусь, телеканал Мир, он вообще 100% российского контента, насколько я слышал, использует. Остальные ОНТ используют 80% контента ОРТ российского, то есть, ну, такое вот. СТВ использует контент РЕН-ТВ, про рептилоидов передачи вот эти все выпускают. Да, да. Остальные тоже. Пускают сначала новости нудные о том, сколько там собрали зерна, сколько надоев в каком колхозе сделали, а потом идет военная тайна, например, с Прокопенко, там что-нибудь такое, где рассказывают, как жидомасоны захватывают. Иногда. Такого я тоже не могу смотреть. Раньше еще как-то некуда было глаза деть, я еще смотрел. Эхо идет сильно, видимо, Василь от вас. Василь, наша Украина, Русь, іде от вас. Микрофон, пожалуйста, выключите. Котиться эхо. О. Отдельна тема, то говорити і говорити. Нам так же само цікаво, як вас. Вже у вас приватні СМІ є в Україні, так? Олександр, що ви скажете про ваші приватні СМІ? Честно скажу, то, что сказал Дмитрий, это все в какой-то мере, ну, с какими-то особенностями. Ведь очень же ж похоже на то, как было у нас до 2014 года. Мы же постоянно смотрели, ну вот реально в Харькове, НТВ «Мир», РТР «Планета», все вот эти миры. Все же контент был русскоязычный, и контент был во многом российский. Вот это вот то, что рассказывал Дмитрий, то, что вы рассказываете, это чрезвычайно, просто с какими-то такими нюансами, это чрезвычайно похоже на то, что у нас было до 2014 года. Сейчас большое количество каналов, ну тоже, так сказать, разные силы, разные башни и так далее. Но я хотел бы, если можно, вот сейчас чуть-чуть вот рассказать о том, что когда мы как-то даже удивляемся позиции россиян там, за поребриком, мы же должны понимать, каким широким фронтом идет вот это все лайно. Это же просто потоп информационный. Причем вот эти вбросы, эту позицию, эту подлость и ложь распространяли же почти все, кроме очень небольшого количества людей в России. Посмотрите, вот Познер, казалось бы, так сказать, перековавшийся там демократ, такой либерал, вроде бы как бы там за свободу и так далее. Что он рассказывал в 2014 году? У него была такая шутка. Он говорит, редкий БТР не доедет до Киева. А как вы, говорит, думаете, почему? А его, говорит, на руках донесут местное население. То есть российский БТР, русский БТР не доедет до Киева, потому что его донесут до рука. Это ж какой подлостью надо обладать, чтобы шутить на эти темы, когда на Донбассе началась вся эта мясорубка, ну вот и кровопролитие. Он намекал на большое количество ваты. Ну, дело все в том, что это же получается, что не окрепнут, грубо говоря, мозги россиян, они же подвергались атакам с самых разных направлений. Это ж перекрестный информационный огонь. Причем, это самое, вот мне рассказывали знакомые, когда они сидели, вот у меня есть знакомые, которые сидели в подвалах вот этой вот, чуть не сказал плохое слово, ордило, ну вот этой милиции, там как она в лапках, как она там называется, на подвалах Донецка там и так далее, и Горловки. И вот люди из батальона Донбасс Украина рассказывали,
что у них в камерах постоянно, вот было 3 основные вида издевательств. Это били, причем очень часто использовали этот самый национальный момент. То есть, если ты грузин, потому что я вот знаю парня, ну, мужчину-грузина, который сидел вот, по-моему, почти месяц на подвале. Его кто избивал? Армяне. Вот. Он говорит, такое впечатление, что как будто их специально находили для того, чтобы его побить. Он спокойно рассказывать об этом не мог. В кашу ему, второй момент, добавляли этот самый, ложечку обязательно ческока плеснуть надо дистоплива, чтобы каша была не такой вкусной. Или в макароны. А он крупный мужчина, он страдал от голода. Ну, потому что сидел же на подвале, он крупный мужик. И третье, в камере телевизор, который постоянно транслировал или местные, или российские каналы. Я когда-то был в секторе М, недалеко от Чермалыка. Я клацал пультом телевизора, находясь, так сказать, в блиндаже. Прекрасно принимаются вот эти местные каналы. Это просто я вернулся в 1981 год. Ну вот я же помню телевидение тогда. Ну, только оно более цветное, более, так сказать, распространенное и так далее. То есть вот это лайно шло вот таким вот широким фронтом. Постоянно одни и те же лживые тезисы. Шари украинский журналист, нет никаких доказательств присутствия русских войск, американцы искали русские войска на Донбассе, не нашли. Если бы там были российские войска на Донбассе, весь мир бы уже давно бы там типа на ушах бы стоял и так далее и тому подобное. Вот начиная с Киселева и заканчивая, прости господи, Познером, не к слову будет сказано. Ну, еще потом расскажу, но хочу... Да, интересно, конечно. Еще вопрос такой. Дима, более так разбираешься в тех справах, потому что ты постоянно, говорится, в кругах наших, в основном оппозиционных, в СМИ, всегда глядишь все новости. Как наши белорусские новости освещает, например, именно украинскую проблему? Проблема Донецка, проблема Крыма. Анатолий, к счастью, что хочу сказать, что наши белорусские СМИ как раз освещали украинскую проблему нейтрально. То есть в то время как с киселевских, вот этих российских, там шла жесточайшая истерия, что там фашисты, там бандеровцы, освобождать Украину, там русский русскому помоги, вот эта вся херня, там распятые мальчики. Наши просто сухо и четко. Произошло столько-то обстрелов, сепаратисты там обвиняют в том, что украинская армия нарушила перемирие, украинская армия обвиняет, что это были сепаратисты. То есть абсолютно нейтрально. Произошло такое-то столкновение, столько-то жертв, столько пострадавших, погибших. А теперь перейдем к погоде, там, к следующему. Все. То есть абсолютно нейтрально, без эмоций. Вот Лукашенко не так давно, в том году, в начале 18-го, он сменил руководство белтелерадиокомпаний, то есть главных геббельсов своих. И он это... сделал для того, что как бы, ну, она неэффективно работает. И он сказал им, что ориентируйтесь в первую очередь на российское ТВ, то есть должно быть больше эмоций. То есть сделайте такие шоу, вот как там, типа Соловьева, там, чтобы вот эта истерика, там вот эти были эмоции, вот на такое. У нас такого нету. То есть у нас есть ток-шоу какой-нибудь там Макаенко 9 или что-нибудь еще там, разговор какой-нибудь, там собираются люди, что-то говорят, но это все так тухло, что сразу, как говорится, если ты смотрел, то и переключил бы, наверное. То есть там нет такого трэша, где там какой-нибудь, не знаю, там Жириновский подойдет и там водой кого-нибудь плеснет, там Мацейчика там по морде там даст какой-нибудь ватник упоротый, и там такого нет у нас. Нет, все так нормально. И это отчасти хорошо. Не смешно, это же Россия. Кошмар такой бывает, там показывают. Ну и, конечно, и ваши украинские СМИ, которые раньше были, то у нас до 2014 года, даже после 2014 постоянно показывали частенько драки. Скажи же, показывали частенько вот эти моменты, вырезки какие-то. Белорусские тоже СМИ я пару раз видел до этих времен, например. Потому что они, кажется, они были в такой связке тесной с российскими СМИ.
И оказалось действительно нейтральная позиция. Не очень-то нейтральную позицию они занимали. Кое-где вот были такие моменты, что освещали, например, ваши парламентские там какие-то чтения, какие-то разборки, какая-то деранина, там что-то такое. Вот такое было. Такое было. Как Дима опять скажешь, ты не видел таких? Я сейчас смотрел картинку, которую показывал Александр Беспалов, и вы тоже ее видели. Сравнение пропаганды российской и, видимо, нацистской. Александр, прокомментируйте, пожалуйста, картинку. Да. Таких на самом деле, таких вещей очень на самом деле много. Один из священников Русской Православной Церкви, Московского храма какого-то, обратил внимание, что белокурая девочка с косичками срисована с немецкого плаката времен Третьего Рейха. Это был в метро, московском метро плакат, который призывал иметь много детей, и там, значит, лиц славянской национальности, русских. И там была девочка с косичками, которая была перерисована с плакатов Третьего Рейха. Вот ничего не надо придумывать. Наклеили этот самый флаг вот этой Дерляндии. И вот это вливается в уши. Те люди, которые не видели вот этого плаката немецкого, они верят вот в этот плакат. А если им показать вот эти два плаката, они говорят, что, так сказать, ничего такого, или это ничего такого страшного нет. Или что, так сказать, это фейк, это неправда. Александр, а как вам на 23 февраля поздравили тоже фотографией немецкого солдата? Да. И это самое, посмотрите, как использование детей в пропаганде. Вот одну секундочку, если только можно. Буквально там ролик 2 минуты, но я с него возьму, наверное, минутку. Это немецкая пропаганда, рассказывающая о том, как немецкие солдаты спасли советских русских детей из-под обстрела бойцов Красной Армии. Ничего нового нет. Вот одну секундочку. Сейчас. Это буквально, там просто, изображение, может, не очень хорошее будет, но там не главное. Там самое главное, это сама вот эта вот звуковой ряд. Вот одну секундочку, вот сейчас оно пойдет. Вот давайте попробуем послушать. Советского Союза. Мы не испытываем к вам вражды. Мы воюем с вашими вождями, которые отправляют вас на смерть. Как вы можете доверять своим офицерам? Они расстреливают солдат за то, что те укрываются от пуль или отступают. Немецкие бойцы – ваши друзья. Сдавайтесь. Мы будем милосердны и проявим к вам уважение. Народ Великого Советского Союза. Вчера днем храбрые немецкие солдаты 297-й пехотной дивизии спасли более 20 детей из горящего приюта в южной части города. Пожар был вызван опрометчивыми бомбардировками советского самолета, действовавшего согласно прямому приказу Сталина, невзирая на опасность для мирного населения. Благодаря усилиям наших немецких солдат эти замечательные дети могут увидеть прекрасное, безопасное будущее вместе с Третьим Рейхом. Там далі ще є, нема жодної тези російської пропаганди, яка б ще б не була використана оце, що в Криму не пострадав жодна людина. Так. Гітлер казав, що при аншлюсі Австрии, аннексии Судет, 10 миллионов немцев было реинтегрировано.
и это все, капли крови не было пролито. И Путин, нам говорят об интервенции русских в Крым, об агрессии. А я, говорит он, не знаю, чтобы какая-то интервенция проходила без единого выстрела. И посмотрите, как нам в чат-рулетке, сколько нам говорят. Так Крым, говорит, же взяли без единого выстрела. Вот, Александр, уже у меня в чате у ватников пригорело, уже крышка с чайника спадает, уже пишут, вы все врете, это все неправда. Панове, дозвольте, Оце, я перепрошую. Оце. Я перепрошую, друже. А где это, Александр, было? Я хотів в контексті показаних попередніх плакатів, пане Олександре, де дійсно розповідають, що наче спасли, так? А що я мав на увазі? Перші місяці, коли німецька армія вторглася на територію Союзу, полонених було біля 3 мільйонів. І перші місяці вони їх просто додому відпускали. Про що мова? Тобто вони їх не розстрілювали, вони їх в концентраційні табори не кидали, просто забирали зброю, вони здавали і відпускали додому. І це була правда. Але я ще хотів сказати про що. Коли бомбили Київ, так, і Хрещатик горів, коли підривали Михайлівські Золотоверхи, підірвали КДБшники. Ну, тоді НКВД було. І спалили Хрещатик. Так німці гасили Хрещатик. Розумієте? І оці всі рукава, які там йдуть пожежні, ну і були ж залишені, скажімо, НКВДсти, потім оце підпілля, про яке мова йшла, і вони різали оці рукава, щоб не загасити будинки. До чого веду? Самі запалили, ну, при відступі. Ці же, ну, їм треба було, звичайно, десквартирувати. Вони не з великої любові до України гасили німці Хрещатик. Але про що мова? Так, я перепрошую, Зоя Космодем'янська, що вона робила? Вона підпалювала хати і була ж, до речі, впіймана ж місцевими. Так. Це те саме. Тобто, пане Олександре, панове, все, скажімо, частково правда, що німці в плакатах показували. Я не скажу за тих саме 20 дітей. Але то, що полонених відпускали на початках, і багато чого, вони хотіли показати м'яку силу, що ми воюємо з Сталіним, а ви здавайтеся. І, в принципі, це, мабуть, гарно і діяло в ті часи. Важное замечание, я хотел сказать, Александр. Мы, поскольку находимся в эфире, лучше не демонстрировать такие явные примеры, там, свастики такое, потому что это противозаконно. Это может вызвать большие проблемы. Історичні моменти, тобто, я зрозумів, друже. Вони ж не придумані. Вони ж не придумані, пане. Нет, так просто власть это расценивает как пропаганду нацизма. Показал свастику в эфире, все. Ну, я перепрошую, друже, я не подумав про це, про вашу безпеку, я перепрошую. Це моя особиста ініціатива, ви тут зовсім не до чого. От дивіться, от 18 числа, ну там трішечки ви можете бачити, оця людина, яка пішла воювати за руський мір, стала 200-м на Донбасі. Оця людина писала в себе в Однокласниках, постила, обмінювалася інформацією, розказувала там про шоколадного Петю, там вірші, там і таке інше. В нього є аккаунт в Однокласниках. Оця людина, ну, це не офіційна інформація, що він загинув 18 числа, 18 лютого. Це Корчуганов Євгеній Анатольевич, 78-го года рождения. Ему 40 лет, до 41 года месяца не дожил. Вот. В район шахты Гагарина был уничтожен, ну, по неофициальным данным, нашим снайпером. Вот этот человек,
был под влиянием одноклассников и постил картинки там и так далее. Его на страничке его сестры, ну я могу сейчас очень неточно сказать, но у нее есть репост подружки, что типа летают бомбы, так сказать, не надо писать, откуда они летают. То ли, так сказать, прилетают с той стороны, то ли с этой. Заткнитесь все, вы ничего не знаете, это нам виднее. Вот интересный вопрос еще, поскольку вот по поводу того, что писали в чате, а какой источник вот этих плакатов? Откуда вы их, Александр, взяли? А то люди говорят, там пишут ватники всякие, что это фейк, это все там... Значит, еще раз рассказываю. Такое вот. Плакат это? С девочкой. Ну вот сейчас он у меня есть, там просто изображение очень плохое, когда мы его распечатали формата А4. Есть информация, значит, о священнике, еще раз повторяю, московского храма, сейчас не могу назвать имя, подымал этот вопрос в 2014 году, что плакаты, развешиваемые в московском метро, ну, социальная реклама так называемая, содраны с плакатов Третьего Рейха. Вот это можно очень легко проверить. Смотрите, Юнармия. В Гугле всего лишь 2 слова забить. Юнармия и символика. Можно выйти на сайт Юнармии, сейчас который работает, и увидеть вот этот символ Юнармии. Вот этой Юнармией занимается премьер Медведев. Это не фейк. Вот это не фейк. Ну, это понятно, я надеюсь. И это не фейк. Можно в Гугле просто забить 2 слова. Очень легко Александр, найти. А источник, откуда вы взяли, то есть вот эти материалы, которые распечатали? Кто их распространяет вообще? Вот эти материалы? Да. Все плакаты вот эти. Вот это я просто нашел в Гугле, забил пропаганда, ну, это самое. И да, не демонстрируйте плакаты, эти все знаки СС, свастики, они запрещены. Как бы, в принципе, это уже поздно, как бы все. Я понял. Нет, значит, здесь секундочку я поправлю, поправлю. Если демонстрируется свастика, гитлеровская свастика, например, правильно тут написал, в белом круге, тогда да, это запрещено всем. Но если я, например, пускай какая свастика, что значит свастика? Свастика, я во Вьетнаме, например, в Сайгоне видал. Да, я в древнерусских, например, этих языческих там манускриптах или как, там полным-полно тоже свастики. Поэтому... Я прошу прощения, а если это видео, как бросают вот эти знамена на Красной площади, то же самое, и они конечно, же с символикой... Нет. Нет, так тут важно исторические, понимаете, если вы это показываете историческую хронику, либо, например, театральное какое-то представление, то есть как искусство представляется, то да. А если вот показываете плакат видео, то это может быть расценено как пропаганда нацизма. Ну я понял, тут но важны это обстоятельства. Плакат, это же символ, плакат исторический, это времен Третьего Рейха. Причем мы же осуждаем вот это. Да, мы же осуждаем, а мы не рекламируем же и не показываем. Это. Мы же осуждаем отрицательное отношение к этому. Правильно. Мы не согласны с этим. Мы же немножко перепуганы в Беларуси, чересчур сильно уже даже такие... Исторические факты уже боимся показывать. Прошу прощения, я могу просто не понимать определенные моменты, вот просто не знал это сам. Да, мы осуждаем, просто осуждаємо. Так. Дозвольте, я скажу 2 слова. Ми дійсно засуджуємо це. І що саме цікаво, пан Олександр показав наглядно, які йдуть аналогії в Росії, а це сучасне, ліва сторона плаката. Тобто, якщо та була 80-70 років назад, ті знаки, всі атрибути гітлерівського нацизму, то це зараз сучасні. І ось вам переплилося все. Тому ми засуджуємо це, ми його не пропагуємо, ми навпаки вважаємо, що це все неправильно. Тому хто буде бачити і захоче піддати нас обструкції, то тут ніяк ми не поширюємо все це, а засуджуємо. Це ми засуджуємо, так, друзі? Ніякого расизму там, не дай Боже, наприклад. Ми антирасисти всі. Ніякого расизму, ніякого нацизму, нічого, не дай Боже, наприклад.
І все, чого хоче Україна і українці, відстаньте від нас. Дайте нам спокійно жити. Не заважайте будувати нашу Україну. Будемо ми бідніше жити чи багатше жити. Це вже наші особисті справи. Панове росіяни, росіянці, федерали і федерасти, будь ласка, не втручайтеся в наші справи. То наша особиста справа. У нас всі росіяни, ніхто не принижений. От якраз принижені зараз ті російськомовні українці і ті, які ви вважаєте етнічні, які саме знаходяться по той бік лінії фронту, тобто в тих самих недореспубліках, яку ви назвали Донецька та Луганська. Я не хочу їх далі продовжити. Ви розумієте, в жодному місті, в Одесі, дуже багато російськомовних, в Дніпрі, в Запоріжжі та в будь-яких містах, в Києві, дуже багато людей. Кожен розмовляє якою хоче мовою. Причому дуже часто так виходить. Один українською, інший російською. І ніхто нікому не кладе на вид, що ось ти так або так. На телебаченні в нас, коли декілька людей збираються в студії, можливо, що хтось розмовляє російською мовою, хтось українською, і це в нас армія, ВСУ розмовляє і українською, і російською мовами. Так, звісно. Ще я хочу в нас підняти такий вопрос. У нас є однокласники, ВК всякі є. Я знаю, що у вас заборонені Яндекси, там поискова система Яндекси, то і все працює. Ну, звісно, там, хто вельми гуляє, то в основному я скажу, що ватнику повно. Я, наприклад, в тому однокласники зареєстрирован, то мені там так достається, повірте. Як я, наприклад, покажу де що-небудь там про Путіна, про тоє, вже мені можуть насипати всяких таких недобрих слов. А, ти такий, ти сякий, так само ти хохол, ти бандера, не дай Бог. Бувало, я раніше сидів якісь часи, щось я доказував, писав, розумієте, нерви тратив. Після на то я діло плюнув, тому що там говорити з ними безполезно. Я вже стараюся ті однокласники навіть і не заходити. Настільки вони провачені там. Насчет... Ну, кажи, Василь. Можна одну тезу? Давно ти не чув, на тебе пропав щось. В мене, як завжди... Перериваємося, щоб тебе послухати. В мене, як завжди, все лежить. Тому зараз всі перейшли на ваш канал. Зараз я вже в вашому чаті. Дуже цікаву тезу сказав розумний чоловік з Німеччини в моєму останньому стрімі. І я його запитав, він каже, хто з українських блогерів вам подобається? І, і чому? Він каже, там Андрій Луганський. А я його запитую, мов, вам не здається, що він марно їм щось доказує? І цей чоловік, Фелікс, сказав дуже мудру річ. Він каже, він не їм доказує, він вам доказує. Щоб ви розуміли, що відбувається, щоб ви розуміли ту істину. Тому те, що ви кажете, ті однокласники, вата ватою, те, що ми зараз з вами говоримо, ми ж не говоримо зараз для тих ватників, щоб вони зрозуміли, що це зле, що це погано, що це не так. Ні, ми зараз говоримо для тих 82 людей, щоб вони теж розуміли, що дивіться, наскільки це накручено, наскільки це все штучно зроблено, що більшість цим всім фейкам, тим всім вбросам починають вірити. Є таке, що є цей так називаємо синдром, який, коли ти сам придумав цей фейк і потім в нього повірив. Тому, друзі, зараз я напишу телефон прямого ефіру, WhatsApp, Viber. Наша дискусія вже десь зайшла за половину, тому хто хоче долучитися до нашого діалогу і кому є що сказати на тему цієї інформаційної гігієни України, Білорусі, будь ласка, дзвоніть на WhatsApp чи Viber, номер зараз напишу в чаті. Будь ласка. Интересное замечание, Василий, написали. Федор сказал Шинкаренко. Хлопцы, вы сосредоточились на проблемах, которые уже в 2014 году все обсудили по полной. То есть, типа, это уже баян, как бы, по поводу вот этих СМИ, там, распятых мальчиков. Не згоден. Типа, не актуально. Так, який баян? Зараз ми побачимо в президентських виборах, як будуть показувати, що Тимошенко виграє вибори, там, чи Зеленський вибори. От побачите, окраска буде дуже цей рейтинги. Пам'ятаєте, як Ярош перемагав 37% на одному із Роств-ТВ?
Тому ця фейковість, вона деформується в залежності від тої кон'юнктури. Зараз же ж йде оцей один народ, ми ще браття. Це все Порошенко выгодна война. Как это может быть уже заезжено? Вот, вы увидите сейчас новые вбросы, потому что, как ты, Серега Кот сказал, вброшены колоссальные деньги. Ну что, вернуться опять к одноклассникам. Ну что, в Беларуси, например, все такие люди старейшие, молодежи там мало. Я знаю, що молодежи мало, такі дітки там сидять, вони в основному в ВК сидять, ВКонтакте. Я там, у мене ВКонтакте сразу немає, мені пару раз писали, чи я є ВКонтакте. Кажу, ні, я ВКонтакте, мене нема, не шукайте нічого. Є тільки WhatsApp, Viber, там, правда, прийшлось Telegram підключити по просьбі Василя, тому що там є. Ну, Telegram, ви ж знаєте чий? Telegram, вроді, говорили, що він російський, але там щось якісь терки були, толком я не розбирався. Вроді, що він там навіть слегка прослухається, та і всі. Навпаки, Анатолій, Телеграм зараз, мені здається, єдиний канал, це власник Телеграму, це Дуров, той, хто придумав ВК. Наскільки я розумію, чи в нього ВК в нього віджали ФСБ, да. Там дійсно прослуховується, а Телеграм, наоборот, зараз преследуется, и это самый, как бы, один из защищенных каналов, и они его преследуют, потому что они не могут контролировать этот поток информации через этот канал. Вот у меня такая информация. Ну, а WhatsApp как? WhatsApp и те самые Viber? Фигня. Viber придумали белорусы. Про Telegram говорят тоже, что это как бы считается тоже наиболее закрытым. Некоторые говорят про Сигнал, там и другие, которые действительно закрыты. Со Skype, кто что скажет? Skype. Skype это Microsoft. Вы знаете, ну, Skype это Microsoft, а Viber придумали белорусы, а WhatsApp придумал Ян с Фастова, с Киевской области. Все ключевые мессенджеры придумали, ну, украинцы, белорусы, ну, евреи, другими словами. Еще про СМІ, дивіться, цікаво. Вони ж зараз там моніторити. О, чули, недавно ж був. Сьогодні новость я тою прослухав, продивився, що блокували фабрику тролей Пригожинскую в Питере. Вы то чули, так? Да, слышали про это. Вот. Российский сегмент. Да, на момент парламентських виборів. Да, парламентські вибори в Америці якраз. І вони раз і відключили. Бачите, які сили вони мають все-таки. І для того вони ж роблять, для того і своє хочуть зробити, як вони там сказали, свої інтернет. Чебурнет. Чебурнет хочуть своє зробити, щоб, мол, відхреститися. Ну, то ж смішно. Розумієте, які? Тоді прийдеться їм що зробити? Вони ж накупали айфону по штуки баксів, по 3 з золотими там екранами, не знаю, куди їх треба. На смітники повикидати, бо їм вже пользуватися не будеш, і остальними. То же саме китайці, я думаю, незадовго. Якщо така фігня пойде, робіть тоді росіянці свої телефони. Де вони? Ще колись, пару літ назад, тряс этот самий Дімон, тряс конкретно, вот, дивіться, які ми телефони зараз поробимо. У нас буде свій інтернет, буде своя телефонія, так що ми, мало, відв'язалися від цього світу. Де вони? Де ті телефони, де той інтернет їхній? То така брехня. Так, а яка ціль? Яка ціль? Ні, я розумію, якщо б вони дійсно придумали. Закритися, Северною Кореєю хочуть стати. Ну, правильно. Ціль резервацію зробити. Конечно. З 1/7 суші. О. Надувна, так? Ні, да. Це просто вона в чехлі. Оце Протон М. Її виробляє центр імені Хруничева. І от у нас, ну извините, по-русски буду говорить, журнал, который издается в Харькове, научно-технический журнал, ну не буду этот говножурнал рекламировать, про, так сказать, научно-технический, ну вот аналог техники молодежи. И там совершенно заказная статья про НПО имени Хруничева. Это, по-моему, журнал был от 2014 года, 14 или начало 2015 года. Какое-то замечательное предприятие, какое оно передовое. И тут же внизу приглашаются специалисты там и так далее. То есть это они приглашали специалистов в Хруничево. Сейчас вот эта ракета сходит уже со сцены. Почему? Потому что она работает на чрезвычайно токсичных, чрезвычайно ядовитых компонентах.
И особенно первая ступень, это несимметричный диметилгидрозин, да. и азотный тетроксид. А военное название амил и гептил. И вот когда первая ступень этой ракеты падает где-то там в полях Казахстана, а иногда бывает еще и такое, что эта ракета по причине, с позволения сказать, рукожопости, взрывается через там несколько секунд, десятков секунд после старта, то специальная команда находит вот эти вот места падения вот этой первой ступени, и от гептила она специально, земля обеззараживается, потому что чрезвычайно ядовитое вещество. Трава и растительность, которая, я сейчас расскажу, к чему это я, ну просто если можно, может быть интересно. Трава и растительность, которая подвержена воздействию вот этого гептила, она становится как вареная, она отравляется вот этим веществом, чрезвычайно токсичным, которое чрезвычайно долго может находиться в почве. И растительность, вот такое впечатление, что листья просто взяли и обдали кипятком или сварили. И вот через информационные вбросы приглашали наших специалистов, украинских граждан, на вот это предприятие Хруничева. Теперь Ангара с очень большими проблемами, то есть новой ракеты нет. Всегда можно спросить россиян, ну новый ракетоноситель. Ничего же нет. Вот это вот, этот самый Протон, семерка королевская, которой уже там, прости господи, 60 лет, а этой ракете 50 лет. Вот. И новые ракеты, так сказать, это одно дело космодром закатать, залить бетон и распилить на этом деньги. А ракета это чрезвычайно большие, так сказать, усилия и вложения. Наукоемкая. И вот приглашали через эти информационные говностатьи, приглашали наших специалистов. А сейчас Хруничева резко сокращает число специалистов, которые вот в этом году будут очередное сокращение. Они дошли уже до того, что в Москве на территории, которая принадлежит Хруничева, будет строиться так называемый лунный центр. Рогозин осваивает деньги. Ракету не хотим строить, а хотим строить офис лунного центра для полетов на Луну. Здания, они могут здания, коробки строить турецкими или там, я не знаю, какими еще рабочими. А ракету не могут построить. А остальная часть территории Хруничева в Москве, она будет отдана мэрии Москвы, ну там детали, ну короче говоря, отдадут землю. Но зато на кусочке небольшом построят, по всей видимости, шикарнейший этот самый офис новый, который будет заниматься проблемами полета на Луну Российской Федерации. А вот это садится первая ступень ракеты Falcon 9, которая летает на кислороде и керосине, и которая не гэпается об землю, а это было допустимо с военными ракетами, а она садится. Это чрезвычайно, это прорыв, и они сейчас топчат Протон, потому что она, вот эта ракета Falcon 9, не Heavy, а простая Falcon 9, она запускает 22-24 тонны в космос, ну около этого, я могу ошибаться, порядок величин. И Протон порядка 20 тонн. И вот эта ракета, так россияне в большинстве своем почему-то уверены, что вот эти вот движки, благодаря говновбросам, и телевизионной вот этой всей штуки. А это движки называются Мерлин. Это чисто американский движок, который сделан с великолепными инженерами, которые работают у Илона Маска. А они уверены, что это российские движки, так называемые РД-180. Смотрите, инженер, который работает у Илона Маска, получает 30 раз больше, чем инженер, который работает в Роскосмосе.
Конечно, он А переедет туда. Рогозин получает в 6 раз больше, чем официальная зарплата Илона Маска. Притом, да, Илон Маск инженер, изобретатель. А Рогозин распил что? идет, страшный 30 распил. раз меньше. Так в среднем нормально, Саш. В среднем Я- получается... Средняя температура по палате. Это сам. Извините, друзья, Так, увлекся. нормально, спасибо за такую Рогозин широкую работает информацию. официальным толстяком в руководстве Роскосмоса. А Илон Маск, как бы, он реально что-то делал, там, изобретал. Самое главное, многоразовое использование. Села, например, Друзья. на морскую платформу, повторно дошамалили заправление опять. Это насколько денег экономят. Они потому что умеют деньги считать. А там не считают, там их пилят в России. Все, зачем? Надо чем больше распилить и по офшорам рассовывать. Но им сейчас присыплют, конечно, американцы. Целеполагание. Присыплют сейчас, да, Целеполагание. новыми пакетом санкций, присыплют их. Да-да, Василь, давай. Ми вже трошки відходимо від нашої основної теми: інформаційна гігієна, підступність. Я хотів би нашу розмову спрямувати в такий цікавий феномен. Так звані українські експерти на ток-шоу «60 хвилин», Соловйова, Кисельова, це Ковтун, це іноді Карасьов приїжджає, той, що з чотками, не пам'ятаю, як його звати. Слухайте, я тільки за Ковтуна знаю, що якийсь там він директор якихось там експертиз центра, ні центра, ні експертиз немає, але квартира в центрі Москви є. Ну, Да, Олександр? Друзі, буквально хвилиночку. Для чого то робиться? Для того, щоб дискредитувати в очах при українців. Все, тільки для того. Друзі, Більше не для чого. мне буквально недавно друг рассказывал следующее. Он вернулся из Индии. В Индию можно делать так называемые экзот-туры. Ну, знакомиться с разной экзотической, значит, Индией. И вот среди прочего там катание на каких-то там белом или каком-то там слоне, там еще что-то такое. Вот. Значит, они, ну, извините, я надеюсь, что уже все поужинали, никому аппетит не испорчу. Значит, показывали им йога, который поедает человеческие свежие экскременты за деньги. И вот эти люди типа Шария, типа вот этого Ковтуна, они напоминают мне этого йога индийского, для которого там $, $10, там $20, а $100 это фантастическая цифра для него в Индии. Для вот этого йога из какой-то очень такой забитой провинции. И вот он только чтобы экскременты были свежими. Вот не свежие он не может употреблять там уже, я извиняюсь, ради бога. Там Толя, уже, погано може простите, бути. пожалуйста. Вот эти люди ведут себя точно так же. Это поедатели. Извините. І завжди їх показують на гіршому світлі. Так вони ж для цього і потрібні. Ну, зрозуміло. Вдають себе таких думів, дурників, і гарно грають на камеру, і можна дати по фейсу. Так цього Ковтуна через програму виганяють нахер з програми, копняками, називають його там бандеровцем чи якимось. На другий день поглажений, постіраний, стоїть, все. Я взагалі думав, що це, ніколи не думав, що це якийсь українець. Він навіть і не вміє відстоювати українське. Ну, заїжджає пані Леся така, я не пам'ятаю, як її фамілія. Яхно. Ну, вона там трошки їх мочить. А що там такий ще Гордій? Я от дивися, Гордій, чи то поляк він, чи то, я не знаю. Поляк ще іноді буває, там дає житті, то його теж виганяли. А Гордій такий ще є. Причому, друзі, я перепрошую, вони ж ходять одні і те ж. Оці ковтуни ходять із однієї передачі в іншу. Це вже обойма їх є, і вони використовуються оцими пропагандистами. Вони навіть не можуть знайти інших людей.
Я перепрошую, друзі. Звичайно. Ніхто ж не пойде туди. Ну, Да. добре заплатили. Чого ж тут? Вот Гроші скажу, добре заплатили. в чате как бы народ оценил рассказы про йога-говноеда, но я говорю, что ничего в этом страшного нет. Есть такой фильм «Зеленый слоник» про российскую армию, рассказывает, такой военный фильм, как там тоже поедают говно, так что это как бы нормально, ничего, зайдет для ватников, там зайдет, нормально. Діва молодець. Друзья, а еще такой феномен на русском языке. Вот эти все дежурные эксперты, да, понятно. А как вот бывает, запускают в эфир то Дмитрия Гордона, то Гриценко. Вот этот феномен, зачем они это делают? Вот этот уже, они понимают, что человек будет говорить определенную там позицию. Что вот это за феномен? Это типа вот у нас разные мнения как бы есть или как? Немножечко солі в страву. Ну, позитивчика. Ну, звісно, все, якщо буде постійно одноманітне, то воно і так все одноманітне, на один лад. Звичайно, а це ж начебто... Хоча, знаєте, я до Гордона дуже критично ставлюся. Звичайно. Він другий раз так все обставить гарно начебто, а другий раз і підмахне. Тому для мене це, скажімо так, дволікий Янус. Більш того, они же говорят, смотрите, вы же на вашей передаче Соловьева не приглашаете? Это ж дает им аргумент, что у них же типа свободные СМИ, демократия, разные точки зрения. Це правильно. Знаете, Ребята, что скажу? А вот Давайте, я секундочку спрашивают, а вот Карасев, вот он же ж там его и на площади ловили, и считали его гардероб, сколько он стоит. А вот этот, он как бы там и был в Балоге партии, не помню, центр какой-то там, еще что-то. Он за кого, кто знает? Ну він балотувався взагалі, він депутатом не був. Він в один період хотів бути обраним до Верховної Ради, але партия він не «Центр», пройшов. Партия «Центр» Балоги была такая. Ну, ЄЦ, по-моєму. Єдиний центр, да. Да. Ну він не був депутатом, він був експертом політичним. Він у Верховній Раді не був жодного разу. Серый Кот, еще один вопрос. Вот пишет Кир нам такой вопрос, и он говорит, а не стоит ли украинским СМИ взять на озброение, тоже фейки выпускать а-ля, ну, антифейки мы делают. Ну, це ж... Или это не наши методы? Нет, я думаю, Василий, надо действовать по-другому. Наоборот, нужно показывать просто правду. Вести стримы, например, с мест там боевых действий, откуда это возможно. Ну, то есть так, чтобы позиции там не раскрывать до своих. Ну, то есть как-нибудь там, не знаю, вести стримы, репортажи. То есть честно показывать, вот как живут военные, вот что с мирными жителями, да. То есть показывать нужно правду. На этом же и сыграли в 2014 году, например, на таком методе. То есть, например, Life News выпускают какой-нибудь стример, он показывает, там ходит в городе, вот Донецк, вот тут люди сидят, вот смотрите, ракета там полетела, бомба, и все смотрят, типа, вот человек там, и как бы, ну и верят этому. А получалось так, что, например, украинские каналы не показывали, то есть в России, по крайней мере, этого не видели, да, то есть они видели, что вот российские какие-то стримеры там вещают, а украинских каналов там в принципе нет вообще, и блогеров, то есть никаких там нет. Говорят, что были некоторые, вот журналист, который погиб в Южной Африке, он пытался вещать, он сказал Стрелков, ему быстро в Славянске, то есть приказал своим людям его отловить, и поэтому он вынужден был оттуда сбежать. То есть они как играют? Они пускают своих стримеров и говорят, смотрите, наши люди свободно ходят и показывают правду, а украинских журналистов тут нет. А дело в том, что их бы туда никто не пустил. Они сами там, эти боевики, отдавали приказы, чтобы их ловить, там, сажать на подвалы, наказывать, выдворять, короче, все такое. Их бы просто никто не допустил. Посмотрите, как у Шария, не к слову будет сказано, как его стримеры спокойно работают на этой территории. И еще один моментик. Это самое, посмотрите, ну вот Андрей Луганский. Любимая фраза ватников: Луганский лжет. Вопрос мы задаем, что конкретно он лжет. И вот тут уже начинаются тормоза. То есть, ну что-то все лжет. А вот конкретно не могу сказать. Лжет і все. Наприклад, хто-небудь чув, я хочу ще запитати, хто-небудь чув, щоб білоруський де-небудь, який-небудь
люди засветилися то ли в Соловьином том помете. Да, я как раз об этом хотел сказать, меня тогда Да. Василий перебил, он сказал, наши некоторые люди ездили на эти передачи, на ток-шоу, пытались что-то там отстоять, то есть они раз там кто-то ездил, по-моему, один человек или два на российские каналы эти, там как оно все устроено, то есть там все срежиссировано, как спектакль, ты не сможешь отстоять позицию, туда приглашают украинцев, белорусов, там российских либералов для того, чтобы создать вот такую контрпозицию в виде клоунов. То есть показать, вот смотрите, чтобы у россиян горело там пуканы у ватников, смотрели проклятые либералы, там какашками в экран кидались в них, вот украинцы там приехали, специально выбирают таких, типа как Трюхан, например, у которых там такая прическа, там, да, или как Ковтун, который говорит там такие странные вещи разные, таких фриков специально выбирают, чтобы показать, мол, вот украинцы, вот они вот такие все. Не берут нормального кого-то, да, кто разумно будет рассказывать все как, а специально фрика, который с ними заодно, ему заплатили все там, сколько удар в морду там стоит, ему там заплатили, сколько надо, чтобы ты там промолчал, ну, в спектакле. А кто пытался реально приехать, то говорят, быстро затыкают, то есть переключают там рекламную паузу, там еще что-то, и это все равно... Микрофон выключить, да. отобрать, перекричать. Дмитрий, выгоняют, я прошу прощения. Поэтому так это бесполезно. Немцы же делали таким же образом. Что они делали? Они давки вот этих фотографий. Вот посмотрите, люди этого гетто. То есть они выборочно это делали. Ничего нового нет, просто на новом уровне. Извините. Ну так, так. Да. На новому рівні при нових засобах масової інформації. Що цікаво, таке питання. У вас все-таки приватні СМІ є. Є у вас олігархічні, так, олігархи, мабуть, якісь. В основному, да. А є і Порошенко мусить свій канал має, там, я точно не відаю. Прямий трішечки порошенковський. Прямий канал. Тобто у вас є приватний, бачите, в нас того навіть близько нема. Тобто у вас хоча б які конкуренція між каналами. У нас всі приватні канали фактично. Хочеш той слухати, хочеш той. У нас того, кажу, що ніде близько нічого. Бувало у вас якась руганина, сварина, там бувають, є прихильники, наприклад, одного каналу, є другий, починаються якісь спори. Мені кажеться, то є навіть люди підстягують для того, щоб вони думали. Розумієте? В нас такого нема, нас як ВТ включив свій, все. У нас таке ощущення, що ми застрягли так, як при Брежневі. Так, застрягли трохи є. Так, Анатолій, це називається рейтинги. Морду б'ють рейтинги. Назвав рейтинги, пішов з програми рейтинги. Це ніякі не жизнь. Це так люди піднімають рейтинги каналів, тому що це реклама, це хайп і так далі. Ну, у нас того ніде нічого не приглядується, у нас є такі свої канали, хто їх дивиться. От, Діма, скажи, в нас, по-моєму, їх ніхто не включає. По поводу чего? Рейтингов, ну, по поводу наших национальных каналов. Первый там канал, другой, третий. Дело там, в том, что эти каналы, они идут по умолчанию везде, то есть, ну, кабельная сеть телевидения, они сейчас и в интернет пошли. Ну, то есть есть свои YouTube-каналы у ОНТ, например, но они там накрученные подписчики. Там 100 или 200 тысяч подписчиков, а просмотров по 200, по 300 просмотров на каждое видео максимум и несколько лайков. То есть понятно, что никто не смотрит, они где-то купили подписчиков просто для вида, чтобы типа там есть какой-то рейтинг. Но редко кто смотрит. Если какое-то резонансное видео, то там бывает, да, там несколько тысяч просмотров, там десятки могут быть тысяч. Например, там обращение президента новогоднее. Такое. Специально заставляют, наверное, подписываться каких-нибудь чиновников. Заставляют. На советскую Беларусь, например, там... Пользователям были, выписывали даже какие-то там печатные заставляют СМИ. Печатные СМИ выписывать, заставляют ну, то все осталось, что с нашего Советского бывшего Союза такие были действия. Такое. Да. То я никуда нас не пропало. Например, а свободных СМИ таких нету. Например, единственный, говорю, был даже какие-то там радио свободы, но это может все в интернете. Но самое страшное у нас как-никак, сколько у нас, 30% пенсионеров, наверное, в Беларуси. Наверное, так где-то. 30% пенсионеров, им только то, что можно это самое, доставить информацию через телевизор. Все. И поэтому они таковы. Они совершенно в этом самом вакууме. Такие более продвинутые деды, бабки есть, какие, то бывает, что могут пользоваться интернетом, то они да, но их так мало. Так мало. Остальные просто-напросто политически не интересуются ничем. Во, они самое головне, завчасно принесли пенсию, о, якого рубля там подкинули, може якого-нибудь. Розумієте, то же самое при село. Валиться нас село. И с каждым
роком все хуже і хуже і хуже. Просто валиться. Люди перебігають в города, а села падають. І те ж саме, от той лозунг «Країна для життя», ну то я не віддаю. Яке може зараз бути життя, як життя такого, як примусово бути нормальної людини в селі, в нас нема. Понимаете, то я ничего не показывает по наших центральных СМИ. Интересное Показывает замечание в чате комментарий. Обратите внимание, почему в Росс-СМИ превалируют эмоции. Когда человек раскачан по эмоциям, то логика отключается. На эти эмоции легко накладывается шизоидное программирование серых масс на правильные выводы. Геббельс в чистому віді, друзі. Відпочиває, Геббельс відпочиває. Так. Він би зараз брав уроки у них по нові, якби він по-новому відтворився. Я перепрошую, я хочу, пане Анатолію, задати вам запитання. А от дивіться, вам листоноша, тобто письма, газети, хто доставляє? У вас почта якась є? Почта в нас скрізь є. Так, а альтернатива почта є їй, цій почті у вас? Ні, я не знаю. У нас, наприклад, ніякий почтальйон все носить там, або приходять ізвіщення, приносять тебе посилку до якого-небудь, а газети ще виписують. Представляєте, ще газети, в мене мати вже їй 85 зараз літ. Що я мав на увазі? Вибачте. Пробачте, я вас перебив. Якби зрозуміло, я не знаю, як в нас з газетами, бо я газети давно не виписував, але я інше хотів сказати. У нас є почта, у нас була Укрпошта, мабуть, така, як у вас Білорусь почта чи як. Вона фактично майже... Ну так, державна ж, правильно? Державна. Ну, у нас є альтернативні почти. От, наприклад, як же вона називається? Нова почта. Нова, да? А ще ж є у нас, по-моєму, якась... Тобто, до чого веду? Так само це порівняння роблю з телебаченням, що окрім державної почти, у нас є інша почта. Ну, звичайно, та почта не розносить пенсії, якби. У нас в основному, я наскільки знаю, на картки банків йде зразу. Тобто, я не знаю, можна... У нас в селах скрізь все налічкою розносять. Нема ніяких карток. Там пенсіонери, які картки? Куди вона зайде з тієї картки, як нема ближайшої там збіркаса, може за десятки кілометрів бути. Тому там все почтальони носять. Все налічку. Да, у нас, Василий, политика монополизма государственного. У нас провайдер интернета монополист. У нас есть другие провайдеры, Атлант Телеком, например, другие. Всі новості вони бачать тільки з телевізора і від почтальйона можуть. Ну, чи з газети, розумієте? Це як колись по старінки. Да. Так, все по старінки. Вони в вакуумі, я кажу, інформаційний вакуум для наших людей, що живуть в селах. Може, яка-небудь молодежі практично нема. Такі старіші люди, щоб їх мого часу деякі де є по селах. Остальне все. І в мене ролики мають подивитися. О, я теж приглашаю, гляньте мої ролики, побачите, в якому стані наше село, тільки далі трошки від городи. Друзі, можна слово? Да. Зараз на зв'язку Олексій з Києва. Олександр, ваш підписник. Йому є дещо сказати. Олексію, добрий вечір. Як чуєте? Да, здравствуйте. Большое уважение каждому из вас. Особенно очень уважаю Александра Беспалова. Большое вам спасибо за то, что вы делаете. Поверьте, это очень много. Много спасибо большое. Я сам занимаюсь радиоэлектроникой, программист, и я видел ваши работы. Низко кланяюсь перед вами. Спасибо вам, спасибо. Спасибо всем остальным, но извините, я, наверное, про Беларусь много чего сказать не смогу, я просто живу в Украине, а вас я могу узнавать информацию исключительно по СМИ. Да-да, Алексей, да-да, вы в эфире. Говорите то, что по Украине, какие ощущения. Вы мне написали, никакой пропаганды, потому что скатимся к... Януковичу, скатимся к Януковичу. Не дай Боже нам пропаганду. Исключительно антипропаганда, исключительно подобная борьба. Вот то, что делают блогеры украинские, это очень, очень большой вклад. Но я считаю, что это большой вклад. Безусловно, доказывать что-нибудь... ватникам это бесполезно. Это может поменять исключительно вектор населения в самой этой стране. В нашей стране, благо, этот вектор изменился, он реально очень сильно изменился. Я очень скептически относился к Майдану 2014 года, потому что я видел, что было в 2004 году, к чему это все привело, и я видел, что этот вектор не меняется, и это было очень грустно.
Но, к счастью, 2014 год очень много чего изменил в Украине. И я не знаю, чтобы предостеречь Беларусь, наверное, им придется проходить что-то подобное. Если, конечно, им повезет отвязаться от России, то будет все хорошо. Наверное, придется проходить подобное. Алексей, вам вопрос є від Василія, наша Україна-Русь. Я так хвилювався. Дякую. Пане Олексію, у мене таке запитання. А ви мені скажіть. Ви мене чуєте? Мене цікавить таке запитання. От ви сказали про блогерів. Цілком думка в мене зрозуміла. А бодай з тої плеяди чи купи, так би мовити, блогерів, є хоч хтось такий, який, так би мовити, дискредитує наш рух і, скажімо, так якби ви бачили, вам щось не подобається, що він робить. От висвітлити отаку негативну рису, якщо вона є. Будь ласка. Но если из негативной, я не уважаю любого человека, который делает это через мат, то есть через бескультурие. Бескультурия и так очень много, а культуры очень мало. Очень важна эта культура. Вот, поэтому, я не знаю, я не мог бы сказать, что какой-то минус. Многих из вас, я на каждого из вас подписан, но реально, да, я многих из вас не смотрю, но не по причине того, что вы мне там совершенно неинтересны, просто реально, есть блогеры украинские, которые намного более активнее. Топ. Зрозумів. Тобто негативу, окрім... Смотрите, наверное, негативно я сказал бы исключительно о Полтаве, но только лишь из-за того, что матюкается. Все. Я вас зрозумів. А в цілому, пробачте, що я вас перебиваю, а в цілому в руслі правильному тільки думають трошечки по-різному, тому що це всі абсолютно різні люди. Я правильно вас розумію? Да, безусловно, конечно, но идея-то одна. Мне, например, очень нравится, конечно же, Луганский, и нравится и Александр Беспалый. Я бы очень сильно хотел бы сконтактировать с Беспалым и делать что-нибудь из того, что он делает вместе. Но как-то так не получилось. Но очень много я хотел бы сделать, помогать, чем-то помогать. Вот это, кстати, тоже большая проблема. Я уверен, что есть множество людей, которые готовы помогать вам. И понимаю, безусловно, что среди таких, как я, может оказаться какой-нибудь придурок-ватник, который будет готов все испортить и перечеркнуть. Я понимаю, что не нужно контактировать с каждым, но все-таки, если бы придумать способ контакта, это было бы очень, намного более прогрессивнее, чем то, что есть сейчас. Этого не хватает. Интермедии не хватает сейчас. Алексей, я ваши контакты передам Александру. Фейсбук у меня есть, Александр Беспалый. Если что, напишите в личку, пожалуйста. Я не всегда захожу в фейсбучик. Может быть, Кир скинет посилання на мій фейсбучик, якщо можна, друже Кір. Буду дуже вдячний. В фейсбучику, в лічку пишіть, будь ласка. Тут є такі питаннячка. Якщо можна, я відповім это самое. Значит, дело все в том, что я сейчас очень активно, есть там две темы такие, и я очень активно занимаюсь разработкой определенных вещей, просто не все могу рассказывать. Если у вас есть желание, и есть время, и есть возможности что-то сделать, вы можете подумать над тем, как сделать что-то противокоптерное, и подумайте, поработайте сами. Почему? Потому что есть такие вещи, которые вот из того, что я делаю сейчас, по определенным причинам, я не могу активно работать с кем-то. Понимаете? Я держу это все в своих руках. То есть чертежи, прошивки, схемы, программы и так далее. Поймите меня правильно. И если у вас есть желание, попробуйте поработать сами. Есть две очень активные темы. У нас не решен вопрос, как сделать гусеницу на танчик. Такую простую, технологичную и так далее. Вот. Самодельную для небольшого аппарата где-то в районе 100 килограмм. С аккумуляторами, со всеми делами. Как сделать гусеницу? Вот я не мог решить эту проблему. Попробуйте ее решить. И попробуйте подумать, решить вопрос, вот что можно придумать в области, очень большая проблема, борьба с беспилотниками.
Вот. Я, к сожалению, сейчас, поймите меня правильно, не могу кого-то привлекать, делиться там совместно и так далее. У меня есть несколько человек, которых мне рекомендовали наши военные, в том числе разведка и так далее. Я с ними работаю. Я, к сожалению, по определенным причинам новые разработки не могу делиться с вами, поймите меня правильно. Спасибо, Александр. Спасибо, Алексей. Да, есть, комментируйте, и линию освобождаем для других. Александр, большое спасибо. Я прекрасно вас понимаю. Я сам прошел через то прошли вы. Я с 2014 года точно так же участвую в разработках еще для начала для волонтеров. Мы проходили через это. И я прекрасно понимаю, что такое... Ну, короче, нас сдавали. Нас реально сдавали. И наилучший вариант — это просто не выходить в свет, а делать и делиться. Это наилучший вариант. Вот. Я, например, смотрю, как вы сейчас активно работаете, показываете себя. Если честно, я не представляю себе. Наверное, у вас есть защита, потому что у нас были проблемы. У нас нашего друга убили. Потому что мы как раз поставляли подобную электронику, такую же делали, как и вы. Вот. Поэтому я на вас с восхищением смотрю. Вот. Да, конечно, мы с вами свяжемся. Я очень надеюсь, что я смогу вам чем-то помочь. Попробуйте поработать над чем-то автономно, так сказать, если что, в принципе, я могу вас потом просто в будущем, если у вас будут какие-то результаты, просто с теми подразделениями, в которых я не могу сейчас помочь, чтобы вы сами с ними поработали. У меня есть определенные правила, которые, так сказать, ну, когда я начал, скажем так, вот про меня там вышла телепередача и так далее, со мной связались ребята из наших силовых структур, они мне сказали, там, Саша, ты светишься, там, и так далее. Я с ними решил эти проблемы, мне просто объяснили, как себя вести раз. Я, например, ну, сразу могу сказать, что я все не могу сказать, но вот я могу сказать, что я не встречаюсь с людьми лично, это самое, ну, по крайней мере, так сказать, вне фронта. На фронте, пожалуйста, там, где, так сказать, люди уже прошли, скажем так, через определенное, ну, там вот в расположении воинской части, в окопах, пожалуйста, я со всеми встречаюсь, с кем я там имею дело. Но в обычной жизни просто так я, к сожалению, на контакты личные не иду. Я прошу прощения, прошу меня понять. Я уже видел это. Алексей, спасибо большое за ваше включение, спасибо за вашу позицию. Освобождаем линию. Еще такой моментик. Почему я стал, грубо говоря, светиться? Потому что даже у нашей разведки, контрразведки, у них нет свободных денежных средств, чтобы помогать себе и чтобы помогать нашим наиболее боеспособным подразделениям. Именно благодаря, вот я оказался в ужасной ситуации, потому что мои деньги закончились, а, так сказать, есть возможности, желание и время что-то сделать. Именно поэтому с определенного момента я стал просить помощи у наших блогеров, топ-блогеров, и у Полтавы, и Луганского и так далее. Вот. Я, к сожалению, получил такую активную помощь. Ну, самый такой известный блогер – это Сергей Иванович. Вот большое ему спасибо. И очень многие блогеры, вот, так сказать, уровня Сергея Ивановича. Ну, я имею в виду, так сказать, и так далее. Вот именно поэтому, вот посмотрите, сейчас, к сожалению, одну секундочку, можно буквально секундочку покажу два фото с фронта. Вы позволите? Алексей, переходите или сейчас, на трансляцию. Или сейчас цены на часе. Спасибо, спасибо. Угу. Давай, до трансляции. Вот смотрите, я буквально сегодня закупил 1000 мешков. Вот таких вот, это с того, что я могу показывать. Это упаковка на 50 мешков. А вот фото с фронта. Одну секундочку. Вот я покажу сейчас фото с фронта, и вы увидите, что именно эти мешочки, вот они сейчас работают на наших укреплениях. Вот там просто буквально покажу, потому что мне тяжело, сейчас нет времени отдельные видео сделать. Вот буквально два фото. Смотрите, одно и второе. Посмотрите, вот это вот видно, что это маскировочная сеть. И вот лежит
шуруповерт аккумуляторный, который позволяет работать нашим военным, когда это необходимо. Этот шуруповерт я показывал в своем отчете, когда я это самое делал. А вот посмотрите, пожалуйста, видите, пленка, ну я имею в виду скотч. Вот, я перепрошую. Ну, сильно засвечено, все Да, белое, не там видно, ничего не не видно, разобрать. Ну, короче говоря, это позиции с вот уже с эти мешки, предыдущая 1000 мешков, вот она уже используется. Ну, прошу прощения за качество видео, сейчас не могу показать. На ОБС выводить картинки. Извиняюсь, это сам. Ну, я просто сейчас не веду прямой трансляции. Я просто выложу в этом самом в записи. Понятно. Прошу прощения, что занял. Александр, а может такой вопрос по теме нашего стрима? Как вот с нашими бойцами на передовой проводят какие-то, не знаю, разъяснительные, вот идет вброс, они сами анализируют, верят, не верят, еще есть вбросы там внутренние, то, что вы говорили, помните, смс-ки приходят, вот эти все угрозы, сдавайтесь, вас матеря ждут, вот эту, как с этим, у нас уже научились людей как бы вот психологически, ну, подстраивать под эти реалии? Значит, друзья, я сейчас выскажу свою точку зрения. Дело все в том, что я лично считаю, возможно, эта точка зрения ошибочна, что очень многие и очень часто наши, вот то, что называется замполит, сейчас это работник, по-моему, психологически какой-то вот службы, что-то такое, ну то, что раньше было замполитом, они во многом не дорабатывают. Эта система, к сожалению, устарела. Она еще во многом вот эта старая замполитовская система. Чрезвычайно, как мне кажется, ну, классно, полезно, корыстно и так далее, я видел работу капеллана, священника. Вот это было просто, так сказать, очень классно. Вот это из моего, ну то, что я вот, с чем я не часто с этим соприкасаюсь, потому что я занимаюсь техникой. Но тут есть два момента. Первое, если человека призвал военкомат, и он не хочет служить, и его государство заставило находиться в окопах, он чрезвычайно уязвим для информационных вбросов там, и, ну, вы понимаете, это тут, так сказать, не буду занимать время, это совершенно понятная ситуация. Он будет, так сказать, ныть, что все виноваты там и так далее и тому подобное. Он чрезвычайно уязвим, а это же избиратель тоже. Но если люди, добровольцы, в наших наиболее классных добровольческих подразделениях, то там просто атмосфера такая, что там, как правило, не приживаются вот эти вот вбросы и так далее. То есть, когда приходит смс-ка, ну вот в следующий раз, если я буду на фронте и придет смс-очка, мне приходили смс-ки, они чувствуют, что я на фронте, вы понимаете? Они чувствуют, что появился телефон, какой-то новый там, или мой, или не мой, и так далее, и туда кидают смс-ку. Вот это вот, что я показывал немецкую пропаганду, что «Рус, сдавайся», это самое. Вот. И вкидывается целенаправленно, конечно, что это самое, что солдаты, вы сейчас в окопах, обстрелы, там тяжело, грязь, вот представьте себе, сейчас тает вот этот снег, какая грязюка в окопах и так далее, грязь и так далее. И какая это самое, как можно вбрасывать, что вы здесь, а вот кто-то, олигархи на вас зарабатывают деньги, пилят. Как это, какую-то имеет эту самую почву питательную. Но я видел, что насколько волонтерское движение, когда это действительно правильно и классно, насколько это хорошо. Ну, я сейчас не буду, так сказать, про себя рассказывать. Вот что мне понравилось. Я с очень большим уважением отношусь действительно к классным волонтерам. Не, так сказать, к советникам нашего президента, иногда, которые заняты только своими автомобилями, там этот Ягуар Бирюков,
и так далее. А я приезжаю в воинскую часть, которая находится на фронте, и там кунг. Это баня, передвижная баня, где можно и постираться. Там стоят, по-моему, 4 или 5 автоматических стиральных машин. Эта штука полностью автономная. Можно ее к сети подключать, ну, к движку, если это стиральные машины. Печка на дровах и баня. И человек может помыться, может умыться, почистить зубы, отогреться и постирать одежду. И как это классно. И там, на вот этом кунгике, там просто надпись от, так сказать, украинских простых людей. И как этот самый замполит может часами рассказывать, что хлопцы, вас народ поддерживает и так далее. А тут волонтеры сделали вот такой вот кунг, закупили, обшили деревом и так далее. Девчата закрылись там, ну, чтобы их не беспокоили, так сказать, слишком назойливые наши, так сказать, бойцы. Закрылись там вчетвером, покупались, пока они купаются, попарились, там стирается их, так сказать, одежда, белье и так далее, развесили, высохло, они в чистом, в новом, свежем и так далее. Как это классно, я видел сам. Извините, що, если затягнув. Так це ж життя, пане Олександре. Так оце ж воно. Так, так. Я, до речі, пригадую, коли такий один з кунгів, таких, про які ви розповідаєте, може 4 роки назад, як хлопці його робили і показували, як воно буде. От ну, так, такі самі звичайні, так, прості люди. Бачив на фронті вже. Так, так. І оце ж це класно. Мотивує, оце і мотивує тих хлопців. Отакі гарні речі. Дякую вам, ми дуже гарно так все розказали. Ребят, тут Алексей сказал, ну, за эфиром сказал, что уважаемые блогеры, не ссорьтесь, вас и так мало, чтобы еще кто-то ссорился, поэтому не ссоримся. А кто что сказал? По-моему, никто не ссорился. Не, ну, даже не было. Не знаю, что имел в виду Алексей, но здесь как-то получается, что та линейка блогеров от топ-уровня до такого уровня, вот как я, например, каждый что-то, чего-то дополняет. То есть нет совершенно ничего одинакового, да. Дід Олесь на фронті в засаді сидить і моче. Полтава пішов в широкі маси на канал і максимально розширив свою аудиторію. Далі там Луганський, да, Сергій Іванович, вони працюють зараз в основному фокус на вибори, тому що тут боротьба за уми йде, да? І я ж теж піддивляюся. Зеленський. Люди добрі, ви що, з глузду з'їхали, вибачте мене за слово. Може це десь, ну, мені таке здається, що це не з нами зараз відбувається і не наш час. Я не розумію, якийсь сюр. Да, кажіть. А я з власного досвіду скажу, мені все більше попадаються інші. Я не знаю, ну, можливо, це вибірково. Насправді, я дуже багато, навіть буває не пишу, ходжу. Декілька записів вчора зробив. От, ну, ви знаєте, причому молоді люди і хорошо міркують. Тому, ну так, звичайно, Зеленський чим бере, бо він гострий на слово. І всі хочуть бачити, ну це ж не президента функції гострі слова роздавати. Так, іноді можна десь з перчиком щось, але це інша зовсім робота, це рутина дуже велика. Це сцена значно більша, яка поширюється на мільйони людей. Ще в мене таке питання, наприклад, добре, ви всі відаємо ваших українських блогерів, але хто-небудь ще є з Росії, може, десь другі такі яркі блогери, які так само, скажу таким словом, топять за Україну? Так, є такі. Відаєте ви? З Ростова, Балу, наприклад. Балу, так. Він фактично, можна сказати, якщо я би не знав, що він з Ростова, я б сказав, що він українець. Хоча він розмовляє, ну як, російською мовою, все як має бути. До речі, в минулому літі приїжджав в Київ. Дима хочет... Василий, хочу вам сделать замечание. Так а может суть в том, что Ростов это Украина? Может быть, пора поднять вопрос о присоединении? Провести референдум?
Ну да, ну Дім, це ж буде. Я на балу так само от підписаний частенько, мені нравиться. Ваш нравиться. Володимир, як його? Бучко Володимир. Ну він аналітик, він аналітик. Так. Його приємно. Ну, ОМ-ТВ там є. Самий сок підписаний так само. Іноді дивлюся, по ранку треба новості послухати, де в Україні, як і в світі, то частенько от ваших тих. А як, друзі, як ви думаєте, от цей блогерський рух, наскільки на себе взяв цей удар антипропаганди? Більше, чим телевізор зараз, чи ні? А це пана Олексія би треба було спитати, що він думає, бо у нас чисто суб'єктивна буде думка, мені здається. Друзі, наберіть в ефір і скажіть, от як ви думаєте, блогерський рух відіграє значущу роль в антипропаганді чи ні? Наберіть на Viber, WhatsApp. Чи є якісь побажання до блогерів? Чи зауваження? Більше зауваження. Чи якісь теми нові? Ми дуже вислухаємо. У нас корона не впаде. Вопрос ко всем блогерам. Человек вот задает, Степан Сорока в чаті. Питання до шановних блогерів, як ви відноситеся до політпрограм, да, до кандидата Садового. Что, уже знаете, Василий, да? Да, він нас преслідує. Так как до Садового относитесь? Слухайте, цікаво. Берем? Берем. Алло. Ну що ні. Дзвонок іде. Секундочку. Ответьте йому. Спасибо, Анатолій Швець. Ответьте, так і ответьте. Треба. Та я ж відповідаю. Що ви його так то його? Це якийсь збой. Алло. Алло, да. Я могу говорить, потому что я не слышу никого. Я только вас слышу. Это вы Алексей, да, опять? Да. Просто в эфире сказали, можно задать вопрос Алексею по поводу действий против пропаганды. Давайте, жгите. Я никого из вас не слышу, я слышу только интервату. Секундочку, я сейчас включаю... Отвечай. Че, нас чуете? Скажите. Еще раз всем привет. Да, я отвечаю вам. Я уверен на 100%, что все ваше движение и даже ваши маленькие достижения, например, там Полтавы там, или Луганского, они делают очень большую пропаганду, серьезную пропаганду. Они реально начали учить, почему темнеет, какой темнеет, они еще учат это, когда это, зима-лето. Зима-лето, да. Алексей, в конце концов, 7-8, Алексей, в конце концов. Да, очень большая, вы делаете очень серьезную антипропаганду этим людям. Очень серьезно. Очень многие люди я знаю, я общаюсь с россиянами, они о вас знают. Не о каждом, но о вас они знают. Ну, в цілому, як про рух наш, так? А моя деятельность, поверьте, я увлекаюсь там всякими ретро-компьютерами, она очень узкая. И среди них, среди этих россиян о вас знают. Алексей, я тебе больше скажу. Мне звонят эти с казахских тюрьм, говорят, уберите ролик этих крадунов. Не, ничего не убирать. Ничего не убирать. Я вообще за перезалив очень прошу перезаливать, потому что очень часто там очень интересный материал. Очень интересный, очень серьезный материал. Ну, сейчас... Ладно, там над ватниками глумиться, но там реально выходят люди, которые на Донбассе сидят. Ну вот сейчас у меня есть борьба за один ролик, кубанский кизяк. YouTube пытается удалить этот ролик. Я то лицо ему замажу, то перезалью, то ему, к нему... Он на меня, скорее всего, подписан. Я говорю, Димон, убери жалобу, потому что найдут, как чеченцы нашли этого федераста. Но вроде бы YouTube сейчас опять жалоба пришла на Димона, но я не снимаю, но морда замазана, конечно. Ну, смотрите, вы поймите, что из смотрящих, допустим, из 100 просмотрящих, людей, которые просмотрели, хватит одному бросить страйк. Одному хватит. А если трое бросят, а если там какие-нибудь ольгинских троллей поднатужить, то все, конец, забанят в любом случае. Поэтому, да, надо перезаливать, к сожалению, да, вашего канала будут блокировать, это очень плохо, я понимаю, но, к сожалению, мы к этому пришли, не вы, имеется в виду мы разрешили российскому контенту быть в России.
ну вот, ютубовскому контенту быть в России. Все, получили проблему. Получили этот большой диск. Да, кстати, Александр Беспалый, Анатолий Сайгон, Василий, я не знаю, вы, наверное, подумываете о втором резервном канале. У вас, по-моему, уже Александр есть, по-моему, да? Нет, еще, к сожалению, нет. Почему целыми днями работаю? Ну, нужно Честно скажу. выделить. Ребята, нужно быть выделить Да. время. Я уже сталкивался с этим, у меня есть резервный У меня канал. он даже есть. Василий, у меня Так, есть я- резервный канал. Друзі, Я сталкивался с блокировкой стримов. Приходилось летом вещать на специальном стрим-канале, поскольку стримы на вот этом основном канале были заблокированы. Ну 3 да, месяца. первый страйк это запрет стримов. Второй страйк это, по-моему, запрет залива Нет, видео. тут, Василий, тут зависит от того, как. Запрет стримов — это если страйк на стрим пришел. Если на простое видео, то стримы можно вести. Еще вопрос тогда хорошо. А страйк, каким образом? Анатолий, Если, что вы можете... Алексею даем еще слово и отпускаем его. Да, смотрите, вот я насколько не люблю СМИ и вообще считаю, что наши СМИ, она ужасна. Ну, конечно, это не Россия, но все равно она ужасна. Но вам всем надо попадать в СМИ. Это очень важно. Потому что это способ, чтобы ваши видео не пропали. Это очень хороший способ. навіть в місцеві СМІ, невеличкі СМІ, місцеві газети і так далі, телебачення і так далі. А если вы станете еще и частью культуры, допустим, там песни, там, ну это вообще будет идеально. Но, к сожалению, это несовместимо. Алексей, 23 марта будет сбор блогеров Да, я в знаю, Киеве. буду обязательно. Приглашаем вас. Вот это тоже такое мероприятие, оно сблизит в какой-то степени. Абсолютно верно. Мы же все не то что простые люди, мы такие, как вы. Сегодня я с вами в метро вместе ехал, скорее всего. Поэтому здесь, да, какое там телевидение, какое сидим, компьютер лег и лежит. Завтра поеду на Караваевой даче, буду из подручных средств усиливать компьютер. Так что 2 марта будет, ну, я думаю, что будет стрим 2 месяца канала Интервата на правах рекламы. Всех приглашаю, вечером будет какой-то анонс дополнительный, завтра займусь усилением. Там майор не работает на моем канале, он еще не знает про него, скорее всего. У меня пишет, что ОБС выбрасывает, поэтому усиливается за 1,5 дня, и в субботу вечером с новыми силами мне вот, скорее всего, удастся. Ну, точно найду любой компьютер сильнее. И стрим будет. Алексей, спасибо вам большое. Спасибо вам. Дякуємо. Друзі, ще таке зауваження. Нам потрібно, шукаємо нові формати. Нові цікаві теми. Дуже вас прошу, це дуже класно. Отаке зауваження. Що мені цікаво, у вас в Україні є такі формати? Я то не вельми там дивлюся, бо теж так само часу нема. Такі, щоб збиралось 4-5 чоловік, який-небудь формат такий, як ми робимо. Ну, по двоє, там Луганський, Сергій Іванович. Блогери? було, Анатолій, блогери? Ну так, блогери збираються такого. Ну, так само, як і ми, може, де-небудь далі, за границі. Ні, дивіться, я вам скажу так, наші блогери топ-рівня на нас дивляться, підглядують і так далі. Був наш блог з Асланом Чеченцем. В коментарях Сергій Іванович запросив його на свій стрім. Какие нехороші. Був інтерстрім по світу. Вночі Андрій Луганський пішов по Штатах. Тобто ідеї цікаві підхвачуються, це не являється ми якимись авторами. Да? Ми цю тему десь, може, більш ширше використали. Невеличкі блогери, теж як ми, Абсурдія і Марк теж скомбінувалися. Навіть Київська хунта і Вадим Ігорович теж скооперувалися. Ідуть кооперації, тому що завжди якісь об'єднання дають більший ефект. Ну, ми ж бачили, да, що от зараз у нас 5, і це вже, можна сказати, формат на грані. Тому що можна а 11 нас було, це був марафон. Ну да. Так, то була дата. Ну, що я нагадую, що то, як то кажуть, інтерес, не то, що інтерес, а перший раз зробив, то ви, Василь, зробили. Ви предложили, з вас все пішло. Тому ще раз давайте всі поблагодаримо йому за те, що такий формат зробив, так що ще що-небудь придумаєте. Анатолій, номер карточки зараз на підтримку технічного каналу Кір положить.
потихенечку, там якийсь спочатку процесор ми купимо, потім карту ми підкупимо. Я вже на горищі знайшов старого комп'ютера. Будемо потихенечку парк наш. Сундучка розкривайте там що-небудь. Сундучка відкривайте так само, покажіть. Плавно перейшла тема на донати. Да. Плавно прийшла на формати, а інші формати требують більш серйозного технічного. У мене зараз ідей буде куча. Формати требують донати. Но я ничего не смогу сделать на этом Word. Компьютер для Word у меня, и Excel уже ему сложно. Поэтому форматы новые, скорее всего, будут, надо делать. И нам более еще... мощный аппарат, да, более мощный, потому что буде виснути. Та програма тягне. Блогер Макс теж і вас, Олександр, собирав, і дід Олесь був, і був Бездуховна Європа, був з Британії, теж інтересний парень. Велика подяка усім, дуже дякую. До речі, Україна Свободна зі Штатів, Микола, дуже класно, дуже велика подяка. Є такий блогер Лапоть ТВ, подяка. Тобто я, коли з'явився, то я почав відчувати допомогу блогерів, дуже вдячний. І тому я, коли я можу комусь допомогти, я намагаюся це зробити. Ну так само і хочемо і ми, білоруси, раз ми тут така з вами говоримо вже разом 2 місяці, і нас так само не забувайте. Ну а як же? Але знаєте, ще раз кажу, так, ще раз бачу, вже я виходив в чат-рулетку частенько тако в останні часи, і вже починають мене познавати, українці, розумієте, вже то так мені радує. Так у вас же стільки підписників українців, пане. Українці, вчора от говорю, опа, дивлюся, нові люди, каже, а я вас знаю. Анатолій каже... Анатолій, в чат-рулетке мало адекватных людей, это в основном охотники на ватников. Анатолій, я вам скажу так, що вас вже... Це самі адекватні люди. Я вам скажу, у вас войнахи вже, в мене є коментар, де пишуть, що спасибо вам, Василий, что познакомились с Анатолием Сайгоном, и ваши уже все пилорамы пересмотрели, Т-40, Белочки. Смотрите, в любом случае, интернациональный, это вот где-то зарождалось месяца 1,5-2 назад. Того я так само не думав, боже, що вести які-небудь програми, стріми, да ні, в мене було подорожжя. Подорожжя, наші, Білорусь показував деякі-небудь такі цікаві моменти, там польоти в мене на квадрокоптері. Мав би можливість з квадрокоптера, я поїхав би, звісно, але я переживаю, що мене просто на границі не пропустять з квадрокоптером, розумієте. А так би було б квадрокоптер, я би показав Україну. Ой, показав би хорошенько. Анатолій, ви розумієте, що своїми квадрокоптерами, своїми подоріжжями по Україні ви теж робите антипропаганду, тому що там же ж показують, що Україна загинається, доріг немає, люди всі виїхали на захід, діти всі безпритульні бігають голодні, везде ходять з автоматами і розстрілюють за українську мову. Я б це все показав би, я все за російську мову, до речі. Ну, за российскую то взагалі тут даже без предупреждения. А вот такой вопрос задают в чате. На улицах узнают блогеров-посиделок? Ну, вас, то есть. Меня узнают иногда в метро. И очень часто, иногда бывает, что узнают женщины, но мне очень бы хотелось, чтобы это были более молодые женщины. Я прошу прощения. За 60, да, узнают. Мы ваши поклонники. Вот молодежь, я бы тогда как-то пользовался бы, Вот. А так было несколько раз, наверное, раз 10, когда ко мне подходила женщина. Большое спасибо. Это очень приятно. Подходят, говорят, что ой, мы вас узнали, там, желаем вам всего самого лучшего. Жодного чоловіка не було, а це були жінки. От такої. Ну ви молодець, пане Олександре. Дякую вам. Так. Ну, я по собі скажу, я поки в підпіллі, навіть на роботі в мене не знають, що я цим займаюся, і я всім кажу, в мене є таке хобі, ви колись про нього теж дізнаєтеся і будете трохи шоковані. Тому я тут по мінному полі хожу теж потихонечку. Ну, в громадському транспорті я не дуже їжджу, в мене тут такий коротенький маршрут на роботу на машині, тому
Так, сусіди знають, що я блогер, бо стукають, буває, в стінку ночою, типу, мов, лягай вже спати. Ну, знаєте, що Василь Інтерватат, він ще ж агент 007, ми його познати можете по чорних окулярах, його всюди, чорний смокінг і як все має білі рубашечки з галстуком. То його такий. І в кріслі дід Олець це я. Да, і ззаді приліплене крісло, точно. Він з кріслом ходить. Я перепрошую, друзі, я дуже хотів зі старшим сином зробити польові такий формат, от коли було 23 число, походити по вулицям з камерою і запитати людей, як вони сприймають, ну і взагалі, от, що вони вкладають в це свято і таке інше. Але, на жаль, дуже було багато роботи, праці, я все підготував для цього, щоб з дитиною, старшою, там, так далі. А скільки років? 16 років. Ну, це вже дитина колись була отака, ось, але вона вже дитина виросла, от, самий старший. Дитина вже виросла. Ох, і вже 16-річна така дитина. Такі молоді, такі бандерівці вже. Так це, от, до речі, от діти Донбаса, це Попасна, десь після 2 тижнів, як зайшли наші військові. От дивіться, оці 2 хлопчики, вони вже сидять на нашому блокпосту, тому що в межах міста. Там їх і підгодовують, і там можуть дати, там він вже іде ввечері, а йому дають там баночку чи 2 згущеного молока, чи щось таке інше. А спочатку я сам це бачив, як діти отак з-за вугла дивилися на наших військових. А от пройшло 2 тижні і отакого от. І я пам'ятаю, як тільки я приїхав в Попасну, а там тут заходила один з наших підрозділів. І їде по вулиці танк Т-64, один і другий. А ми машиною їдемо за цими 2 танками. Ну, він широкий, ми не можемо, вузенька вулиця, ми не можемо обігнати. І ми от просто їдемо, він чадить там і все таке інше. І от просто їдемо. І стоїть 9-поверхівка панельна, і майже з кожного вікна якась бабуся отак дивиться з кухні там, чи з вітальні, от, чи з балкончика. От майже в кожному вікні якась бабуся чи жінка виглядує, дивиться, як їдуть оці танки. Ось. Ось... Так. Це ті, що вас чекали, дивилися. Ну, напевно. А от я сфотографував, це дитячий малюнок. Тут якийсь там вибух, серденько, прапор і напис «Порвіть Росію». Це, на жаль, ну, чи на жаль, чи не на жаль, оце дитина вже намалювала такий малюнок нашим військовим. І тільки можна уявити, пане Олександре, що та дитина пережила, коли вона такий плакатик намалювала. Ну, це дитина з-під Києва, там, чи Ірпінь, якщо я не помиляюсь. Там було написано «Ірпінська школа». А оце 14-й рік, літо, і оце в нас в Харкові був велопробіг з українською символікою. Оце мої діти. Ну, в мене велика веломашина, там такий прапор був, що до 3-го поверха саме. Друзі, я трошки похвастаюсь, в мене теж є хендмейд. Це автор тої самої вишиванки моєї. А, дуже класно. Візьму ближче. Це вишито хрестиком. Вишила моя мама. Здорово. Очень красиво. Пане Василю, подяка вашій матусі. Друзі, от ще не можу не сказати. От військова творчість. Дивіться, коли зайшли в Попасну, це літо-осінь, і не було в окопах електрики. І от бачите, це з яких баночок там
зроблені лопасті, отака, щоб просто зарядити мобільного телефончика. Генератор. А оце генератор такий. Оце більш така крупняча, оце фото з дітьми. А оце молодий військовий, якому зі школи дівчата з Днем Валентина поздоровили. Ну, якийсь клас, і там дівчата нарисували отаку і як йому приємно це поздоровлення від дівчаток. Ось. А оце я, ще трішечки. А оце пригород Слов'янська. Зараз всього цього немає. Оце Ростовська траса біля Слов'янська. Відомий цей дом, відомий дом. А це моє особисте фото. А оце Попасна. Коли були обстріли дуже великі, перед перемир'ям, якщо ви пам'ятаєте, було оголошене перемир'я, але його відсрочили, щоб оці тварі взяли Дебальцеве. Ви пам'ятаєте? Так. І от тоді насипали геть на Попасну дуже там і гради, і артилерія, і таке інше. І дома потрощили саме перед тим моментом, коли потрібно було, вже не можна було стріляти. Воно, звичайно, що воно потім пішло, але вже це дуже-дуже велика інтенсивність була. І оце, я перепрошую, це хвостовик від ракети «Фагот». Оце, тут ви, мабуть, не побачите, оце провод від нього. Видно. Оце сама ракета, вона вибухнула, а от задня частина, вона відлетіла. Оце подарували хлопці, на позиції яких прилетів оцей фаготик. Він просто не вцілив, перелетів наші укріплення і просто впав і вибухнув. Пане Олександре, ви ще згадали місто Слов'янське. Я хотів би ще, акцентувати увагу. Найкраща антипропаганда в цьому регіоні, Слов'янськ, Краматорськ, це парад вишиванок. Люди добрі, в цей день і старе, і мале, і здорове, і не дуже, і хворе виходять на цей парад. Людей на вустах посмішка, люди мають мирне небо над головою. І найкраща пропаганда цим ватникам, то, що чому, Донецьк бомблять, а чому ми Слов'янськ, як ми фашисти, то нам все одно кого бомбить. Що Слов'янськ, що Краматорськ. А чомусь ми Слов'янськ, наші не бомблять, а от Донецьк починають бомбити. Тому дуже показово парад вишиванок, люди посміхаються, люди життєрадісні, люди мають мирне небо. Так, Василю? Тут мені дописи приходять отакі. От наступні забавки запитують, можливо, ви на наступному стрімі розібрали 3-4 кандидатів в президенти. Плюси і мінуси їхні. Можливо, все тянут в политическую аналитику. Прошу, Дима? Все тянут куда-то в политическую аналитику. Так. Сьогодні у нас, бачите... людям це цікаво. Нет, так это вопрос экспертов, понимаете? А если простые люди будут разбирать что-то как, это не авторитетное мнение. Ближче до виборів точно ми одну програму цьому присвятимо. Дивіться, щодня один день Сергій Іванович, другий день Луганський, цю тему мусолять. Дуже активно, постійно. Тому ще нам за своїми такими, можливо, у нас міжнародні, у нас люди не тільки з України. Тому ми обов'язково ближче за неділю цю тему візьмемо на озброєння. А зараз просто, бачите, ми хочемо такі теми життєві, як в цьому інформаційному світі нам всім вижити, щоб не бути, вибачте мене, не наклали нам гімна на голову. Добре, давайте ще все-таки до СМІ вернемося. Я хочу і нашу Білорусь, щоб тут згадали. Мені таке цікаве питання, тому що досвідчена людина в нас, молодий чоловік, то наш сірий кот. Мені цікаво, в нас в Білорусі, за Росією, є такі блогери, що топлять, конкретно так топлять. К сожалению, да.
Кого-нибудь знаешь, кого-нибудь видишь такого? Знаю достаточное количество таких людей. Это наши как бы противники идейные. Они часто и в чате появляются на стримах, мы пишем. Там мелкие блогеры, есть и крупные. Я не хочу называть их, чтобы не делать им рекламу. Я просто хочу сказать, что как бы есть такие люди, действительно, которые ждут, не дождутся, когда мы объединимся с Россиюшкой. Они не могут часто напрямую говорить, потому что могут как бы статью получить за то, что выступают против суверенитета, но по всем им фразам видно, что они считают, что это хорошо. Они ждут, не дождутся, когда уже союзное государство состоится, будет финальная часть, и как бы не скрывают своих взглядов напрямую. То есть это вата, это негодяи, которые вообще Беларусь не видят независимой, они считают, что Беларусь должна быть Россией. То есть, это вообще люди ментально не белорусы, они, может быть, большинство, я думаю, они либо родились в России, либо они просто, как бы, ментально россияне, то есть они не белорусы, в принципе, вообще. Хорошо, а наоборот, есть белорусские, то есть за Беларусь, которые топят, с другой стороны, с российской стороны. С другой стороны, я таких не знаю, не слышал. Вот там говорили по поводу Балу, что они поддерживают Украину, там, да, такие, адекватные, я бы сказал. Конкретно за Беларусь кто топит, понимаете, как у разных блогеров появляется сообщение там по поводу того, что вот путинский агрессивный режим хочет Беларусь проглотить, что-нибудь такое, а конкретно за Беларусь топит, как это сказать, российские блогеры топят за Беларусь, что они могут сказать? То есть, вот человек живет в России, он может, например, критиковать путинский режим, что типа это неправильно, что Путин на Украину там огрызается, что он Беларусь хочет поглотить. Каждая страна имеет право на самоопределение, но что они еще могут сказать? До речі, хто знає, а в Україні є типу проросійські або типу як нейтральні? Я щось їх не зустрічав. Так а той же Шарій, що він робить? То вже, вибач, то вже це цілий як його. Шарій в Європі живе, поэтому його можна так вот, не знаю, як його определить. Он не в Україні знаходиться. Це, мабуть, я, до речі, ніколи його роликів не дивився, я просто знаю, що інші пишуть. Там нема такого, що дивитися, насправді, тому що Кисіля подивитися, що його просто буде трошки під іншим соусом, можливо. А ви, пане Олександре? Річ у тому, друзі, що наші ватники, вони дуже не полюбляють публічності. І вони оцю свою ватність, вони в своїх подушках, в своїх мізках тримають, вони між собою спілкуються, там, наприклад, в яких там однокласниках. Але, щось таке є, але не будемо їх згадувати і таке інше. Ватність, вона сама по собі, вона передбачає, що хтось тобі прийде і це зробить. Приїде Гіркін-Стрілков і все зробить, а ми просто сидимо вдома. І там радіємо чи не радіємо цьому. Які дивіденди вони можуть з цього отримати? От дивіться, Донбас, та частина окупована, вона отак вже все отримала з лихвою. На що можна розраховувати? Невже так любити щось, щоб накинути собі пута на руки та ноги? Та ще й очі зав'язати? Вони вважають, що це частина, вільна, то, що ми називаємо вільна Україна, вільний Донбас. Що вони заважають, чи там якісь штати не дають Путіну приєднати оце орділо, оце новоутворення, оцю пухлину до Росії. Річ у чому? Що от дивіться, яка подлість, підступність оцієї пропаганди. Вони ж кажуть Донбас, а кажуть не про весь Донбас, а кажуть про орділо. Оце підміна понять. Орділо і Донбас. До речі, подивіться, я ще раз скажу, подивіться, яка подлість. Оце словосполучення із 3 букв для Донецька і для Луганська. Воно ж, на жаль, було використано нашими журналістами, підхвачено, і вони ж повторюють і повторюють оце словосполучення з 3 букв. Орділо, орділо і все. Або, принаймні, сказати так зване, якщо навіть так. Але окупована територія. Навіть так зване не треба казати. Звичайно, я згоден з вами повністю.
в офіційних документах Російської Федерації, в Мінських угодах, воно ж не використовується, там же ж не написано в Мінських угодах ЛНР, господи, я перепрошую. Ну, ви зрозуміли, про що я кажу. Оце словосполучення з 3 літер. Ну, так. Люди добрі, а можна, давайте ще одне таке коротеньке питання. Хто головний пропагандон на телебаченні? Напишіть в коментарях, хто дивиться канал Інтер взагалі. Напишіть, є такі в нас, хто дивиться Інтер, український канал Інтер. Або там Мураєва, там наш якийсь там. Чи... Ще в мене питання до українців, так само стріму, хто дивиться, напишіть. Кого ви відаєте білоруських блогерів, які можете позитивно одозватися в їх адресу? Яких ви відаєте таких білоруських? Тому що ми то відаємо много українців. Вас рахувати чи ні? Ні, з Анатолія та... Я серйозно кажу, без сміху я кажу. Ні, це без сміху, це ми серйозно кажемо. Так, без сміху кажу. Кого ви відаєте білоруських? Анатолій, це як у анекдоті. А матюки можна? Ні, тільки буду ля-ля. Хорошо, ля-ля-ля, ля-ля-ля. Ну нема. Є у вас є гарний аналітик. Я зараз прізвище його не скажу, я на нього підписаний. Я десь 5 чи 6 роликів його бачив. Він зараз в Києві живе. Ігор, не скажу. Як він називається? Гарний хлопець. Ну, йому років 40 з копієчками. Та я зараз зайду у цей. Ігор. Да. Ігор, зараз... Віталік пише нам ссылку. Віталік. Як його? Почекайте, Анатолій. Ой, господи. Да, щось таке. Віталій, Тишкевич, так? Чекайте, пам'ятаєте, молодий Віталій, білорус, патріот? Віталій, у тебе зараз є можливість нажати на зелене в нашому чаті і вийти в ефір. Ти вже вдома, заходь, скажи щось свіженьке на білоруській мові. Ми дуже скучили за білоруською мовою, Віталій. Зайди, будь ласка. Вот, кажуть, нехта, Едуард Пальчес вже перечисляє. Друзі, дивіться, от якщо, не дай Боже, буде з Білоруссю отаке, що зробили з Україною, отаких шаріїв буде геть скільки завгодно. До речі, кстати говоря, есть такая передача, пропагандистская «Право голоса». Ее ведет Руслан Бабаян. И вот там, когда речь идет о Беларуси, о союзном государстве, иногда приглашают белорусских политиков, чиновников и так далее. Но их позиция сводится буквально к следующим тезисам, что кормите нас, давайте нам нефть со скидками по внутренним ценам и так далее, а мы будем вашим самым лучшим союзником. Ну, это позиция Лукашенко, да. Ну, ему деньги надо. Чиновник или ваш деятель. А он не самостоятельный, говоря, они с телебачення. Они транслируют політику Лукашенка. Звичайно. А що ж, чиновник може не транслювати чи альтернативну точку зору сказати? Звичайно, ні. Тобто є білоруські отакі, як це казати, говорящі голови, але вони тільки приглашаються коли питання про Білорусь. Річ і ще що можу сказати. Досягненням оцієї подлої пропаганди це те, що в головах ватників є така думка, що якщо ми будемо у руслі російської політики, то у нас будет еще лучше, чем в России. Они не понимают, что основной тренд экономики России – это сырьевая экономика. А мы не можем качать у себя на Украине, и вы в Беларуси, вы не можете качать нефть из ваших недр. Вам не подходит, и нам, и вам не подходит
такая модель экономики, как в России. А сейчас, когда кормовая база сокращается, не может Россия в полной мере подкармливать вас энергоресурсами. У нас свой путь, просто неизбежно. У нас нет Сибири, с которой мы бы выкачивали нефть и газ. Нам не подходит такой тип экономики. Ну как бы да, согласен. Тут никто не спорит. Да, уже, Ну кстати, что? время, мы уже Да, прилично время уже, засиделись. надо будет потихоньку заканчивать. Уже 23:25 у нас, уже мы 2,5 часа в эфире. Да, сегодня даже рекорд по посиденькам получається. І давайте потихонечку заканчувати, хто, які ще, може, цікаві у вас є моменти, питання в кого, може хто хоче сказати, може поради деякі. Так, У мене тоді ще питання, коли я Василь, вас мікрофон запитував про... Не ваш. Ви мене не чуєте? Одну секундочку, сейчас Виталик 3 минуты к нам присоединится, будет хорошая концовка. 3 минуты нас. Ви поки... Ну, хорошо, добренько. Говорите, Василь, пожалуйста. Тоді, коли я вас запитував про пошту, ви коли за села сказали, ви сказали, що села вимирають. Звичайно, це погано, але мені не зрозуміла до кінця картинка. Якщо в селі жило, наприклад, 2000 на той момент, коли вони розквітлі були, образно, чи 3000, яка кількість людей зараз в селах? І чи щось там будується, взагалі, оцей момент, якщо Ясно. можеш... Бувають такі в нас моменти. Якщо там велике село, там 2-3 тисячі, їх поробили так називаємо агрогородки. Туди стягнули в основному всіх людей, там будували житло, жилье будували. А ті маленькі села, десь далі, тако, вони просто-напросто... Віталій тут. Віталій підключився, так. Да. Добрий вечір. Доброго. Добре. Так, Віталій, все, тоді переключимося. Давайте слово Віталію. Що ви, Василь, хотіли задати питання? Включите мікрофон. Виталий, приветствую вас на украинско-белорусских посиденьках. Ты был там во втором точно программе был. Да, сьогоднішня наша тема – це інформаційна безпека наших країн, пропаганда, боротьба з нею. Що ти можеш по цьому поводу сказати українцям, білорусам? Ну, в Украине ситуация полепее, конечно, чем наша, потому что наша вельми дрэнная. Де ти отримуєш інформацію про події в Україні, Білорусі, Росії? Ну, розные, якби, криниці. Ну, останнім часом, напевно, Білсат я більше за все проглядаю білоруські новини. Новий час так само видання, ну там зараз його пресують. Ну так, тут бай так само. А я просто тут бай читаю так, ну факти. Ну ось здарилося гэта, а так там серйозних артикулів нема. Так, Василь, ваше питання, запитуйтеся ви. Та ми зараз білоруську мову переварюємо в голові, які питання? Це нормально. Ага, а хто мені хвалився, що все віддає на 100% білоруську мову? Я казав 84, казав. Не треба брехати, ви казали 100%. Тих 16 я не зрозумів. Віталій, динаміка зараз у вас розвитку промисловості, інфраструктури. От як ви її бачите, в якому вона зараз стані у вас? Структура вельми дрэнная, тому що зараз повстає питання, ну таке вельми приховане, це будівництво мостів, дорогу так само. У нас шмат мостів посипалося, де гэта у нас обвалився, там під Світлогорськом. Ну, у нас шмат у яких городах треба будувати мости, гэта дорого насамрэч. Шерик от про свій мост так само казав. Так, я, до речі, бачив, Діма, той стрім, дивився. Боляче, я не думав, що у нас є таке, але думав, в Білорусі вже ж батько 24 роки кермує, скільки, то вже мало б не бути таке. Це Лукамута, не батько. Це ФСБ, КГБ, це навмисна контора його так назвала у 90-е, щоб створити йому такий імідж. Не треба казати, що ніякий батько, це Лукамут. Ну, вибачте, що я так неправильно сказав. Я так більше
Я А так більше не чому? буду. Чому росіянці до сей пори кажуть на його батька, і вельми він там популярний. І навіть хотіли бачити його президента усієї Русі, усього царства російського. Ну, нехай вони там думають, що хочуть, нам якби про себе важно подумати, а що у них там відбувається, аби нас не зачепило. Василь вельми улюблений у нашого президента, я бачу. Вельми улюблений. І він хоче, щоб він усій час до самого зникнення, мабуть, Скону. Ні, промислові бази... Я, звісно, сміюся з того, але популярність на самій справі зараз Лукашенка ніяка. Тому що я, наприклад, нікого не ведаю з моїх навіть сябрів, з моїх знайомих, які хотіли би, щоб на другий термін застався наш президент Лукашенко во владі. Ну, які другі? Далеко не другі вже. Тобто, я маю в виду наступний термін, я трошки не так сказав. І другий там може п'ятий термін чи шостий термін. Друзі, є така пропозиція. Треба зробити обмін. Тобто Путіна поставити на Білорусь, бо він вже в Росії вже не можна на нього дивитися. А батьку поставити в Кремль. Ні, нехай вже Краще не нас так. забирають куди-небудь у Нікарагуа, може Мозамбік, там є ще є для його. Краще мавзолей його. Там термінів не треба. За те саме смердець дуже буде, бо там заплюють, гамном закидається. От як батька умно зробив, можна ж необмежена кількість термінів. А Путін же ж пов'язаний, що 2 терміни, а потім якась треба перерва, чи що воно таке. Ні, туди, коли там прийшов до влади Шапутлер, у їх країна була в G8, восьмерці, і вони старалися як міжнародну репутацію, авторитет тримати. А зараз вони вже скатилися, тому хто... Саме так, друже, саме так. Але цікаво, сміх сміхом, а наприклад, як ти думаєш? Ну, як ти так... Да, опять что-то подвисло.
Да, Skype что-то завис. Трансляция как бы есть. В этом, как его, чат работает и подключение есть. Это конкретно Skype только завис. Нет, это просто связано со скайпом. Такое, я помню, бывало как-то уже. Так. Можно, в принципе, перезапустить, тогда нормально будет. Я прошлый раз уже как-то, подожди, не прошлый, на позапрошлых посиделках тоже как-то вылетало. Я потом перезапускал скайп. Просто потом надо опять переподключаться. В принципе, попробуем. Так. З афганцевічамі і хутчэй за ўсё да гэтага тэрміну яны будуць спрабаваць правесці выбары, каб у іх быў кліент, который падпіша гэтыя дамовы далей. Віталій, вопрос... Так само не треба докончить. А як думаю на той конт шерекот? Ну, у меня сейчас только что Skype завис, я вот переподключился, перезапустил, так были какие-то проблемы. По поводу чего вы тут говорили? Я просто не слышал последние там несколько минут. Ну, тогда и все, да. Злетает. Продолжи, Виталий, продолжи. Ничего ты, не? Может, у меня скайп завис? Не, нормально. Він не розуміє, про що йде мова. Про що я же говорю, что я несколько минут, у меня скайп завис, я не слышал, не видел, о чем здесь речь. Я сейчас перезапустил. Коли выборы президентские у нас поставить? Серый кот. Скажет об этом в ближайшее время. Серый кот. Тут подозрение, что начался в Минске март, и ты где-то ушел на 3 минуты. Не, у меня скайп подвис, то есть я думал сначала, что трансляция слетела. Но это конкретно проблема со скайпом. Ні, 2 хвилини йому не вистачить. Не, ну коту то можно. По поводу выборов сказали, что вроде в декабре какие-то хотят провести. Одни из них, либо парламентские, либо президентские. Точно срок пока неизвестен. Лука скажет скоро, когда будет выступать там перед собранием. Вроде как. Про минутне діло всі відають наші українські листа, про Галю і минутне діло. От таке саме і то. Добренько. Все-таки треба закінчувати. Але є питання, які, наприклад, до Віталія, було б цікаво послухати. У нас свіжа людина, він такий раз був на... У мене до Віталія питання. Віталій, ти слідкуєш за ситуацією передвиборчою в Україні? В чому феномен Зеленського? Ну, шчыра кажучы, я просто поглядзеў на спіс фаварыт, ну, тых лідараў, которые на выборы, Порошенко, Зеленскі і хто там, Тимошенко ці што, ад усіх мяне вароціць, скажем так, таму я не сачу. Ну, сёння я таксама прачытаў пост Ростислава Шапошникова пра міністра этого Авакова, там, что он в ФБР заяву подал. И про Порошенко так само все зрозумел. Ну, хотя домогся Томаса там и так далее. Ну, я не сачу, щиро кажучи. А що робить, друже? Що робить? Ну, я не могу сказать, что робить, потому что Украина это трошку інша для меня. Ну, сусіди, ну, я не разумею специфики. Так добре, как белорусская. Тут спрашивают ребята, что происходит в Казахстане. Может, мы уже за 2,5 часа что-то пропустили? Протесты, я слышал, какие-то там военные положения чуть ли уже не вводят. Не-не-не, там было нефтепромыслы, и сбунтовался трохи народ в Казахстане. Это заходний Казахстан, там возле Мангышлак полуостров с той стороны. Там у них есть. И там уже было, там, по-моему, их волнение, человек, наверное, 15-20. Там зарплаты не платят, задерживают. Забили, просто забили, уже такой час был там. Ну, так. Они будут постоянно бунтовать, ничего там удивительного нема. Друзі, а ще цікаво було насчет СМІ. Все-таки Ісаківський собор тут наганули. Хто-небудь розуміє,
Що там було таке в Ісааківському соборі? Що там сказали? Може, так нас підписчиків? Про атомні бомби, що сотрем з лица землі, мол. Таке... Нормально. Это звичайная паранойя, это не паранойя. Мы сегодня, кстати, наш стрим сегодня про русскую такую СМИ паранойю. Ми 2 години стрімили на той момент. І до чого ми толком і не дострімилися. Дострімилися того. До чого ми дострімилися, Василь? Ми до чого дострімилися? Що ми потрібні. Що ми потрібні. Кожен потрібен. Да, дивіться, ми дострімилися до того, що кожен на своєму рівні зараз веде цю інформаційну антипропаганду. Ми, в кого 570, в кого 30 тисяч, в кого 10 тисяч, а в кого і переглядів, а не підписників. Тому ми по крупиночці інформуємо людей. Ми ні до чого не закликаємо. Ми кажемо, думайте, аналізуйте, включайте критичне мислення. І після цього люди, ну, повірте, від цих, якщо сьогодні щось стріму 1, 2, 3, 4 людини десь змінять свою думку, чи десь будуть більше вдумчиво до цього відноситись, ми вже немарно той інтернет проганяємо. Далі, до чого ми договорилися? Через 20 хвилин у вас весна, вибачте. Тому все розцвіте, все буде гарно. Дівчата вдінуть короткі спідниці, великі декольте. Всі будуть, да, життя буде кота вже і не побачить, ніхто вже кота не побачить, ясно. Кожний четверг він з нами, не переживайте. Витягнемо. Зараз хвіст трубою, рурою догори, і не бачили ви того кота. До речі, четвер – це ж рибний день. Рибний день. Опять до кота. Ну так, бо котик любить рибку, так? Друзі, пропоную по хвилинці і будемо завершати. Ну тоді дозвольте я. Значить, дивіться, то, що ви сказали, пане Василю, що ми хоч одного, хоч двох. Я вчора розмовляв з молодим чоловіком, Олег його звати, він одесит. От ми говорили про вибори, йому 29. В нього правильне бачення, абсолютно. Він каже, я вже 3-4 переконав людей, як треба голосувати. Це людина саме зазвичай, вона не володіє ніякими засобами масової інформації, нічого, просто розмовляє з друзями, з близькими, знайомими і так далі. До чого веду? Якщо звичайна людина зуміла 3-4 людей переконати, дати розуміння, причому аргументовано, то маючи у нас певну кількість наших глядачів, підписників, які нам довіряють, тому що підписались на нас. Я думаю, що багато з них, якщо і, можливо, не мали там абсолютно якоїсь думки, можливо, вони дослухалися до нас. І навіть якщо 10% приймуть правильне рішення, ми будемо щасливі. А якщо більше, то ще буде краще. Тому те, що ми робимо, виходячи з слів пана Олексія, який виходив в ефір до нас, він нас підтримував, і наші думки, я думаю, вони в одно будуть бити, і маю надію, що ми дійдемо правильного результату. Дякую вам. Сірий кот. Хвилинка часу. Що ми донесли сьогодні до людей? Яку інформацію? Каждый, наверное, сам решит, что донесли. Как бы поболтали пару часов. Так, вроде о чем-то, вроде не о чем. Поболтали, не... Вроді поговорили, вона каже, убили нас дає по кирпичечку, по піщиночки, щось то нас будується. Я, наприклад, так само вірю в то, тому що навіть бачу. У мене ті люди, які мене відають вже, вони некоторі і чекають, розумієте, мені наскільки стало приємно. Вони кажуть, один другими, дивіться, білоруси включилися, просипаються, хоча б то їм 2 года вже, як уже блогери там появились. Кажуть, що так, білоруси просипаються, тож ніхто ніде ніколи нічого не говорив. А тут так вона тобі в Україну всі... Это проблема как раз их, они просто не в курсі ситуації. Українці показали, ні, все одно. Вчора я побачив, познайомився з цікавим чоловіком, з молодим хлопцем з Росії. Я його в ролики показав, я всім подивитися, оказується, там теж так само. Він включив ті мозги теж благодаря СМІ. Тому що є СМІ. Сміттєві СМІ, такі говно-СМІ, там, слівні бачки, там, солов'їні пам'яти, ще їх тільки не називають. Ну я ні разу не чув нічого подібного, щоб казали, наприклад, про українських блогерів. Вони просто їх бояться, розумієте? Тому що там не дурні сидять. Візьміть Луганська, грамотна людина.
грамотно, чітко там. Я не скажу, там Полтава, я мало його дивився, наприклад, але теж тролять, впізнаває. Саме перший, по-моєму, блогер в Україні, він став. Полтава як ледокол, він дорогу пробив. А в його моситі ледокол, він там кілограм по 200 має веса, шайба така кругла, там, дивіться, автомата настрахає всіх на світі, то і вони починають. Далі дід Олесь, дивіться, як того чуба, як накрутить вуса на стри. От то дивіться, вони мають, як то кажуть, свій образ. Українці харизму, пане Нестор. А подивіться на кого-небудь з російських тих блогерів, а? Такі сивенькі такі, я не про тебе, сивенькі мишки такі, знаєте, якісь невзрачні, абиякові, щось там кудахтає, щось там ляпає тим язиком, тільки хочеться заплювати той екран, на самом деле, хоч він нічим не винний. А друзі, тут Каткова, подивіться на Каткова, в нього зараз там страшне діло, його ж там вже банять геть, це саме. О, свідомо кажу, то є ж люди не дурні, не розбираються, хто говорить правду, хто говорить аби що. І як би не була, за вами правда, бо то, що є. Тому що я так само. Я ж ще про себе нагадую, що рік тому мені не було діла до України великого. Поки я сам самою гучемане поїхав в Україну 3 рази подряд. Раз з'їздив, мені мало показало, що треба подивитися, другий раз з'їздив, а третій вже потягло. Ось що цікаво, мене потягло Україна, подивися, що я ніколи того не робив. Перший раз я коментував, наприклад, свої ролики, мені то зараз знов поїду. Тобто вона тягне, розумієте? Візьму з собою кота, проїдемося в Київ, а там, може, і літом, де захочу з собою, може, кішечку знайдемо деякого, хватить йому вже там куди. Може, все Віталь туди підключиться, проїдемося, покатаємося, побачимо. Ви, я думаю, будете довольні. Поїдете, п'ятки свої мозолі помочите в морській воді, де-небудь там коло Одеси. Розумієте? А до сітки вот такі дівчатка. Ви, хлопці, молоді, що ви думаєте там? Все, ви будете, як то кажуть, навіть під кайфом. От того, що ви побуваєте, поїздите. Анатолій, зараз добалакається, я вам так скажу. Я люблю такі. Віталій, тобі там 30 секунд, хвилин, що можеш сказати? Вас сейчас? Я не забыл. На самом деле згодны, что мало незалежных белорусов выказываются у Ютубе, тим же там и так далее, тому що усі СМИ вони зараз вельми моцно пресуються, там уже такі непрофесійна журналістика давно. И у нас есть, например, такие кадры, мясцовый ватник, который переехал в Беларусь там давно, и он не этничный белорус. Зараз він спробує тролити українських блогерів, тематику підняти. Ну, напевно, його купили за гроші спецслужби, тому що раніше йому не так цікаво було. І він представляється білорусом, що він з Мінську, він сам не з Мінську. І починає там, про Крим, там інші теми здавати. А тут оказується, що вельми шмат етнічних білорусів, які просто не кажуть, але готові і боронити, і любими шляхами і так далі. Тому це треба робити, я з вами з цим згоден. Я ще нагадаю, як його того блогера. Алекс ТВ є такі. Известный кадр, да. Пане Олександре, ми тої цілі досягли, що ми перед собою ставили. Друзі, я що хочу сказати, що я великий фанат громадянського суспільства і народної дипломатії. І оте, що ми збираємось, і наші підписники бачать наше спілкування, ті проблеми, які ми піднімаємо. Це дуже-дуже добре. Займаємося цими справами, ні в якому разі підтримаємо друг друга, один одного, не кидаємо це дуже добре. І от ті теплі почуття, які в нас виникають від цього спілкування, це бачать наші підписники, це дуже-дуже добре. Тому кожний наш четвер, це дуже класно, це малесенька отака якась часточка, але це воно все, я вважаю, недаремно. Це дуже добре, друзі. Дякую вам. Пробачте, я хочу додати вельми важно, вельми коротенько на конт народної дипломатії. Зараз є тема погрози атаки на Україну праз вашу північну межу з території Білорусі. Але я вам хочу додати, що вельми шмат білорусів у такому випадку вони готові перейти на бок України. Тому не все так дрянно, як ви там думаєте, або як малює пропаганда там російська, чи ніяка ваша інша там місцева. Все, дякую. Дякую вам, дорогі сябри.
на правах як співавтора цього проекту, друзі, хочу подякувати всім. Я думаю, що ціль стратегічно досягнута. Ми озвучили питання, ми озвучили проблематику, ми озвучили на своєму рівні ті засоби, якими ми користуємося для того, щоб цьому запобігти. Тому ще раз хочу подякувати всім, хто нас дивився вже 3-ю годину. Нагадаю, у нас сьогодні в ефірі Анатолій Сайгон, Брест, Білорусь, наша Україна, Русь, Василь, Київ, Сірий Кот, Орша, Білорусь, Олександр Безпалий, Харків, просто Віталік з Менська, канал Інтервата. Інтервата, Василь мене звати. Кожен четверг в 20:00 по Києву, 21 по Мінську. Ми будемо, як каже Анатолій, зустрікатись і озвучувати питання, які турбують сьогодення нашої країни. На правах співавтора хочу запросити 2 березня, десь на 19 годину, на місячницю каналу Інтервата, 2 місяці. Долучайтеся. Обіцяю вам знайти обладнання, щоб цей стрім достойно провести. І побачимося. Буде теж розмова з глядачами, можливо, з блогерами. Підключайтеся. І друзі, допомагайте каналу Інтервата, до речі. Це буде дуже добре. Так, помагайте обов'язково. І ще кажіть. Звертаюся до вас. Це дуже класно. І не кажіть нам просто Віталік, не кажіть. Не кажіть, просто Віталік. І це буде класно. Друзі, анекдот, на позитиві анекдот. Ще раз скажу, добре, не кажіть, що просто Віталік. Він наш будучий прем'єр-міністр, так що він буде Віталік прем'єр, майте в виду. Не треба так казати, Віталік, не просто. Сайгон президент, ти прем'єр, нормально. Ні, я ніколи не буду, я буду де-небудь там тихенечко. Радник. В Сайгоні. Ви будете опозицією. Віталік прем'єр, щоб ви видели, що ми маємо прем'єр. Уинстон Черчилль, да. Друзі, анекдот. Можна анекдот останній? Так, давай. Стоять таких 2 на підпитку чоловіки, і ввечері так вже трошки так гарно випали, і спорять. Та один показує на небо нічне і каже, це луна. Другий каже, ні, це не луна, це місяць. Він каже, ні, це луна. І так вони вже дуже так сильно спорять, да, вже так діло доходить до рукоприкладства. І тут з нічної зміни йде чоловік, я кажу, ну давай його спитаємо. Підходить до нього, один каже, от скажи, що луна, і показує йому кулака. Я так подивився на нього. Другий каже, ну скажи, що це місяць, і показує йому другого кулака. Він так стоїть. Знаєте, хлопці, я не місцевий. Морду не хоче. Тому, друзі, всім дякую, до побачення, до нових зустрічей. Слава Україні і Героям слава. Героям слава. Живи. Живи вічно. Живи вічно.